Добрый день, дорогие коллеги. Пожалуйста, отметьтесь, пожалуйста, как меня слышно, видно. Кто подключился? Нас пока еще очень мало, всего 13 человек. Отметьте, пожалуйста, в чате, внизу чат, как слышно и видно. Так, хорошо. Кагородок видит. Угу, Валентина Ивановна, видно, слышно, очень хорошо. Спасибо, коллеги. Сегодня мы будем с вами работать по такому плану. Вначале мы поговорим с вами вообще, что такое здоровье, по теме истории формирования культуры здоровья, что индивидуальной концепции формирования здоровья, и потом перейдем непосредственно к самой программе разговора о правильном питании, ради чего мы сегодня собрались. Итак, начинаем. Если, уважаемые коллеги, если у вас будут какие-то вопросы, в чате, пожалуйста, не пишите, а сверху есть иконка «Вопросы» на черной полоске. Вот туда вы нажимаете и задаете вопросы, чтобы в чате они не терялись. Всем понятно все, да? Так, и еще организационный один вопрос. И материалы, которые сегодня я вам расскажу и покажу, познакомлю вас, вы все сможете скачать после окончания семинара. Всем все понятно, да? Так, итак, начинаем. Так, сейчас я немножечко с аппаратурой разберусь. Все. Так, сначала мы работаете первую половину, будем вот по такому плану. Сначала я с вас познакомлю с историей формирования культуры здоровья и культуры питания. Потом мы немножко обсудим формирование индивидуальных концепций здорового образа жизни. Дальше поговорим о современных подходах к определению здоровья. Разберем принципы и основы современного питания детей и подростков. Я вас познакомлю с законами разумного питания. Так, истории вопроса вообще о здоровье и воспитании питания надо искать, как лучше всего искать, конечно же, в истории мировой цивилизации. Еще около 5500 лет назад древнекитайский мудрец Лао Цзи написал книгу о здоровом образе жизни, и называлась она «Дао Дэ Цзинь», то есть «Правильный путь» в переводе на русский. В Древнем Риме, а также в Алладе и Спарте, особенно культуре и здоровью, уделяли первостепенное значение. Это было введено в культ. Древние эллины говорили: хочешь быть здоровым – бегай, хочешь быть красивым – бегай, хочешь быть умным – бегай. А о правильном питании говорили как о самой важной составляющей здоровья. Древнеримский философ Руф Мурзоний полагал, что наш долг есть для жизни, а не для удовольствия. Сократ свое отношение к питанию выразил таким образом: остерегайся всякой пищи и питья, которые бы побудили тебя съесть больше того, сколько требует твой голод и жажда. Семья как бы традиционно являлась главным инструментом воспитания. То, что ребенок в детские годы приобретает в семье, он сохраняет в течение всей своей последующей жизни. Важность семьи как института воспитания обусловлена тем, что ребенок находится в семье в течение значительной части своей детской жизни. И по длительности своего воздействия на личность ни один из институтов воспитания не может сравниться с семьей. Как же относились к правильному питанию наши предки? Через присказки, пословицы, поговорки в наше сознание проскальзывает характерное для каждой конкретной культуры отношение ко всякому разному и становится частью собственного отношения. Правильное питание соответствует религиозным требованиям, этическим нормам, является традиционным. Древние греки говорили: если отец болезни неизвестен, то мать ее всегда питание.
Невозможно перечислить, сколько книг на эту тему вышло за всю последующую историю человеческой мысли. Но все эти авторы хотели одного, чтобы их читатели были здоровы и счастливы. Следует понимать, что обучение основам правильного питания как педагогическая задача имеет очень давнюю историю. Так уже в средневековой литературе, посвященной этике, воспитанию бытовой культуры, есть упоминания о нормах и правилах поведения во время еды. Первые упоминания о пользе правильного питания на здоровье человека на Руси мы встречаем в древних рукописях. Вопросы «как быть здраву» и, в частности, гигиены питания интересовали наших далеких предков не менее, чем они сейчас интересуют нас. Советы относительно приема пищи появляются уже в ранних памятниках древнерусской литературы, начиная из сборника Святослава 1073 года. Эти первые небольшие статьи по гигиене питания были переводами из византийской литературы. Содержание этих статей носило религиозно-аскетический характер. В них указывалось, какую пищу следует принимать в определенные церковные праздники. Сборник «Пчела» 662 года нашей эры. Этот сборник про нравоучение афоризмов входил в круг чтения грамотных людей со времени появления первых рукописных книг. Русские повара чтили и хранили традиции. Об этом можно узнать из старых книг, таких как «Роспись к царским кушаньям», «Монастырских писаниях», столовой книги патриарха Филарета. В этих писаниях упоминается о традиционных блюдах – щах, блинах, растягаях, различных пирогах, квасах, киселях, кашах. В обиходниках и кормовых книгах русских монастырей XV-XVI веков мы уже находим росписи кушаньям на целый год. Это нечто вроде меню на каждый день. Эти очень интересные источники дают представление о древнерусской кухне, о любимых блюдах монахов. Однако и здесь, при составлении меню, на первый взгляд, на первом плане стояла забота о церковном благочинии. В основном здоровое питание в Древней Руси было обусловлено приготовлением пищи в большой печи, которая была в каждом доме. Вопросы питания мы встречаем и в древних рукописях. Например, книга «Домострой» XVI века, это памятник русской литературы XVI века, являлся сборником правил, советов и наставлений по всем направлениям жизни человека и семьи, включая общественные, семейные, хозяйственные и религиозные вопросы. И в этом сборнике из 67 глав более 30 глав посвящены вопросам питания. В «Домострое» наряду с религиозно-нравственными поучениями давались также хозяйственно-бытовые советы. Причем специальная глава книги «Во весь год, как в стол ест вы подавать» посвящалась непосредственно вопросам питания. По образцу монастырских обиходников советы эти ограничивались перечнем всевозможных блюд, готовившихся в обычные дни, в постные дни, а также в церковные праздники. В XVII веке выходит книга «Правила поведения для юношества» Епифания Славенецкого. Глава «Гражданство обычаев детских». Это рукописный памятник русской педагогики второй половины XVII века, содержавший 164 правила поведения детей. Гражданство обычаев детских содержит подробные правила поведения детей за столом, при беседе, при встрече со взрослыми, в школе, в церкви, во время игр и так далее. Обучение правильному питанию входило и в систему общественного образования более позднее время. Так уже в XVII веке в стрелецких школах, это одно из первых учреждений общественного образования в России, мальчиков и юношей учили не только тому, как воевать, обращаться с оружием, но и тому, как заботиться о своем здоровье, в том числе и правильному питанию. Вопросы обучения правилам питания включались и в программу обучения в Смольном институте, Мариинском женском училище. Девушки учились готовить, планировать рацион питания семьи,
правильно вести себя за столом, соблюдать правила гигиены. Вот вы на слайде можете прочитать, как это прописывалось для девушек, которые учились в этих училищах. Так, в конце XIX века, начале XX в обществе существенно изменилось представление о сущности правильного питания. Это в первую очередь было связано, конечно же, с бурным развитием научных направлений, физиологии и гигиены. Начало распространяться научное обоснование принципов рационального питания. Многочисленные исследования позволили получить объективные данные о том, как пища воздействует на организм человека. Если ранее его правильность для обывателя определялась главным образом соответствием культурным традициям и нормам, то теперь правила и нормы получили физиологическое обоснование. Тема питания вызывает широкий интерес в обществе. Ведется активная просветительская деятельность, связанная с распространением знаний о правильном питании. Так, в 1905 году в Петербурге было прочитано более 20 публичных лекций, посвященных разным аспектам питания. Конечно, современного человека этим вряд ли удивишь, но на тот момент эта цифра, конечно же, была очень большая. Однако в начале XX века популярность темы, связанной с питанием, можно было бы сравнить только с политической темой. В начале XX века в российской педагогике начинается разработка направления, связанного с обучением культуре здоровья, в том числе и правильному питанию. Главным образом она носила прикладной методический характер. В гимназиях, училищах проводились специальные уроки, посвященные рациональному питанию. Учащимся рассказывалось о правилах составления рациона, режима питания и так далее. В ряде педагогических училищ, педагогических институтов вводился курс, который напоминает современный курс школьной гигиены, в рамках которого рассматривались вопросы, связанные с физиологией питания. В это же время разрабатываются общие гигиенические требования к организации работы школ. В 1905 году Министерство народного просвещения организовало врачебно-санитарную часть учебных заведений и издало инструкцию и наставления по врачебно-санитарной части учебных заведений. Начинает свое развитие методологии формирования здорового образа жизни, в том числе и основ правильного питания. Работают над этим Корф, Бугнаков, Бехтерев, Фармаковский. В это же время разрабатываются и внедряются в практику работы школы методики формирования здорового образа жизни. Основатели в этой области Ковалев, Мильман, Макаренко. Обучение правильному питанию становится частью системы воспитания здорового образа жизни школьников. Понятие «правильное питание» включает в себя соблюдение правил гигиены, приучение к простой пище, освоение правил поведения за столом. 20 век – это поиски идеалов. В это время начинают искать, что же все-таки такое идеальное питание, идеальный здоровый образ жизни. Новый виток в истории направления, связанного с формированием культуры питания, приходится на вторую половину 20-х годов XX века. Мощные социальные потрясения, которые переживает российское общество, затронули все сферы жизни, в том числе и связанные с питанием. И это касается не только существенного изменения рациона и режима питания человека, но и вообще представления о питании как таковом. И в США, и в СССР разрабатываются разные направления правильного питания. Каждый ищет свой идеал правильного питания. Начиная с 20-х годов в СССР проводилась мощная просветительская работа, направленная на распространение элементарных норм гигиены, в том числе связанных с питанием. Среди пролетариата как такового распространялись эти правила. Этой культурной задаче придавался важный политический смысл. Использовались самые разные формы и методы,
просветительские статьи, брошюры, театральные постановки, реклама, которую сегодня мы могли бы оценить как социальная реклама. Важной задачей, которую пыталась решить советская власть, меняя общее представление и стандарты питания, заключалась в раскрепощении женщины, освобождении ее от кухни. Чтобы избавить женщин от кухонного рабства, в стране стала развиваться система общественного питания, общественных столовых. Конечно, система общественного питания, рестораны, трактиры, столовые существовали и до революции, но теперь это приобрело политический, идеологический характер. Задача заключалась в том, чтобы упростить и унифицировать быт советского человека. Из места удовлетворения буржуазных прихотей она становилась местом новых стандартов питания, представлений о том, какое питание является правильным. Одновременно с развитием общественных столовых развивалась и система школьного питания. Так уже в 1927 году в Москве горячими завтраками обеспечивались почти 300 тысяч детей. Общественные столовые обслуживали до 12 миллионов. Так, извините, не на то нажала. До 12 миллионов населения. В ряде крупных городов строились специальные дома, где в квартирах исходно не были предусмотрены кухни. Или под них отводились маленькие крошечные помещения, в которых невозможно было бы приготовить полноценный обед. Предполагалось, что семья будет пользоваться услугами общественных столовых. В Москве таким ярким примером служил дом на набережной. Вот так он сейчас выглядит, вы видите на слайде, архитектора Иофана. Несмотря на то, что он был предусмотрен для советской элиты, госслужащих, артистов, ученых, и общий размер квартиры был огромный, кухонька составляла всего лишь несколько квадратных метров. Ведь в самом деле, помимо прачечной, клуба, магазина и яслей, располагалась столовая, где должны были питаться жильцы этого дома. Интересно, что отказ от кухонь в квартирах был характерен не только для России, но и для Америки. В современных американских квартирах нет кухни. В них имеется только маленькое помещение для варки, которое обычно состоит только из вентилированного чулана, оборудованного небольшим электрическим холодильником и водопроводной раковиной. Здесь можно готовить пищу в экстренных случаях, а также подогревать блюда, покупаемые в продуктовых магазинах, если они остыли. Читаем в литературе про американские дома. Активное внедрение идеи общественного питания привело к существенному упрощению и унификации семейной кухни. В 30-е годы сформировалось представление о том, каким должно быть нормальное меню обеда. Это 3 блюда: суп, второе с мясным блюдом, напиток, компот, морс-чай. Вот это идет уже с 30-х годов. Следует отметить, что такой стандарт просуществовал в обществе до конца 90-х годов. Таким образом, к концу 30-х, началу 40-х годов в Советском Союзе сложилась новая культура питания, отличным признаком которым является унификация рациона, режима питания, вкусовых предпочтений, а также идеологический характер. Питание рассматривается как часть нового советского быта, обеспечивающего строительный ресурс для советского общества. К середине 20 века системы и у нас, и за рубежом, в Америке сложились. Вроде бы идеал был найден. Была составлена такая некая система питания, разработаны пирамиды питания, тарелки питания и так далее. Но идеал оказался не один для всех. То есть система идеального питания работает не везде. У каждого народа своя система идеального питания. Например, в Северной Америке, когда запретили китобойную охоту и запретили местным жителям употреблять в пищу китов, стали заводить им, местным жителям, фрукты, овощи, зерновые и так далее. И в результате люди там стали больше болеть и умирать. Американцы объявили это каким-то таким парадоксом. Например, еще есть народы алеуты, северные народы, они всегда ели
мясо жирных морских животных. И всегда считались, что они очень здоровое население. То же самое происходит и с нашими оленеводами. Народы севера очень страдали от непереносимости, всегда как бы у них была высокая непереносимость, лактозная недостаточность, как сейчас говорят, непереносимость молока. Когда детей оленеводов в советское время уже начали забирать в интернаты и кормить молочными продуктами, дети стали болеть, хотя в тундре они были совершенно здоровы. Еще в литературе встречается такой французский парадокс. Французы едят много, но не толстеют. Почему вообще возникла необходимость в новой модели обучения питанию в 20 веке? Новый виток в развитии направления, связанного с формированием культуры питания, пришелся уже на вторую половину 20 века. В 80-е, 90-е годы страны Европы, Америки столкнулись с серьезной проблемой распространения избыточного веса среди населения, в том числе и среди детей и подростков. И, соответственно, бурным ростом числа неинфекционных заболеваний, обусловленных неправильным питанием. Во Франции людей с ожирением наблюдалось в конце 20 века 18%, в Швейцарии 14%, в Англии 21%. Что же все-таки произошло? Можно выделить несколько основных причин, которые обусловили резко возросший интерес к питанию. Во второй половине 20 века существенно стали ослабевать традиционные механизмы регулирования поведения, связанного с питанием. Ослабляется религиозный аспект, религиозные традиции ослабляются, стираются семейные устои и расширяются, конечно же, географические границы. Следующая причина – это изменился образ жизни самого человека. Благодаря научно-техническому прогрессу бытовая жизнь существенно облегчилась, а значит, существенно снизился и уровень двигательной активности. Мы сами наблюдаем, что наши дети стали меньше двигаться, меньше стали играть в подвижные игры. Очень много времени они проводят перед телевизорами, с телефонами, с планшетами, с компьютерами. Традиционные рационы становятся избыточными. Если в начале 20 века человек среднего возраста, не занятый физическим трудом, тратил ежедневно более 3000 калорий, то энергозатраты современного человека вряд ли превышают 2,5 килокалорий. Однако, несмотря на изменение образа жизни, существенных изменений в калорийности рациона не происходит. И получается так, что многие из нас, несмотря на малоподвижный образ жизни, едят столько же, сколько наши прабабушки и прадедушки. Также одна из причин – это распространение избыточного веса, сокращается время на еду и приготовление пищи. Стараемся все упростить, чтобы сэкономить время, то есть готовим недостаточно правильную еду. Технический прогресс ушел вперед. Это приводит к изменению структуры и содержания традиционных рационов. Широкое распространение получили в пищу консервированные, рафинированные, подвергнутые технологической обработке, хранению продукты питания. Изменился состав продуктов и стали использоваться при приготовлении продуктов пищевые добавки. Появляются все новые и новые продукты, меняются рационы. В настоящее время просто какое-то пищевое изобилие. В последние 20 лет появилось более 1000 новых продуктов. Глобализация питания тоже свою лепту внесла. Сейчас все едят все. Если раньше в каждой территории было свое традиционное питание, то с развитием технического прогресса, ускорением доставки продуктов, все кухни перемешались, все могут попробовать любые продукты, ранее которые были недоступны на той или иной территории. Спекуляции в области питания тоже сыграли свою роль в ожирении. Например, говорилось в свое время, что масло сливочное – это вредно, вреднее, чем растительное. Но это распространенный миф. На самом деле сегодня уже доказано, что употребление обоих этих продуктов, и растительного, и подсолнечного масла, практически одинаково сказываются на здоровье сердца и сосудов.
Главное здесь выбрать качественное, свежее сливочное масло, без всяких сомнительных добавок и не превышать норму 10-15 грамм в день. Еще один миф такой, который долго существовал, что яйца являются вредным продуктом и врагом чистых сосудов. На самом деле, на сегодня ученые уже начали говорить обратное. Яйца полезны, их необходимо включать в рацион питания. Также очень долго существовал миф, что картофель и макароны вызывают ожирение. На самом деле эти продукты пострадали совершенно безвинно. Сами по себе они низкокалорийны. В макаронных изделиях содержится всего 190 калорий на 50 грамм продукта. В картофеле, конечно, чуть больше, но при этом содержащийся в картофеле и макаронах крахмал способствует пищеварению благодаря содержанию в нем витамина В2, а содержащийся в них витамин В1 снижает усталость. К концу 20 века люди стали вспоминать, к какому народу они относятся. Стали обращаться к национальной пище, стали учитывать национальные традиции. И в конце 20 века появляется такая наука, как наука о здоровом питании. С учетом всех вышеперечисленных причин, которые я назвала, возникла необходимость специального просвещения населения, просвещения детей, которое помогло бы формировать представление о рациональном питании. О том, что правильное питание – это один из основных фундаментов, на котором строится наше здоровье. Это известно, наверное, чуть ли не каждому, если не многим. На период от 7 до 18 лет каждый ребенок проводит в школе большую часть времени, и на этот период как раз приходится наиболее интенсивный соматический рост организма. Наряду с усталостью, которая накапливается в процессе учебы, с повышенными умственными, физическими нагрузками. И поэтому системная работа по формированию культуры здорового питания может помочь изменить вкусовые пристрастия детей, постепенно изменить структуру питания, научить детей делать выбор, сознательный выбор в пользу полезных блюд, здорового питания. В этот период, в конце 20 века, начали появляться специальные просветительские программы обучения. Их задача состояла в том, чтобы рассказать детям о роли режима питания, о свойствах различных продуктов, блюд, правилах построения рациона питания. Об эффективности обучения правильному питанию говорят такие данные, которые опубликовал Департамент здоровья Великобритании. В рамках... Не могу говорить, у меня вебинар. Так, простите, пожалуйста, в рамках государственной программы в 80-х годах в английских школах проводились такие специальные кулинарные уроки, где дети учились не только готовить, но и знакомились с основами правильного и рационального питания. Эта программа продолжалась в течение 10 лет. И за это время число школьников с избыточным весом сократилось на 20%. И очень интересный факт, что вскоре после отмены кулинарных уроков этот показатель вновь стал расти. Британские ученые пришли к выводу, что почти треть родителей не в состоянии правильно оценить вес своего ребенка и признать наличие проблем с ожирением и лишним весом у своих детей, а значит и научить их правильному питанию. Не так давно правительство Англии решило вновь вернуться к этому проекту и возобновить его в школах. Вот вы на слайде видите, как менялась картинка в течение 20 лет. Вот сколько у нас тут было с избыточным весом в начале 80-х, 90-х годах, и сколько в начале 20 века детей стало с избыточным весом и ожирением в Великобритании. Обучение правильному питанию на современном этапе. В середине 70-х годов специальные программы обучения правильному питанию стали популярны в странах Европы и Америки. Во многом это объяснялось
высокими темпами распространенности, как я уже говорила, избыточного веса среди населения, в том числе и среди детей и подростков. Соответственно, опять же повторюсь, росло число инфекционных заболеваний, которые связаны с неправильным питанием. И задача просвещения заключалась в том, чтобы рассказать детям, учащимся о том, как правильно выстраивать свой рацион, чтобы он соответствовал потребностям организма. Детей знакомили с опасностью избыточного употребления высококалорийных продуктов и так далее. Страсбургская конференция 1990 года решением Всемирной организации здравоохранения и Европейского экономического сообщества одобрила создание так называемых школ здоровья для реализации разработанной в середине 80-х годов новой, более расширенной модели здравоизбережения. В эту модель вошли также служба питания с расширенным распространением здоровой пищи. Проведенные мероприятия по физическому воспитанию подрастающего поколения и службы здоровья персонала школы с привлечением родителей и помощи широкой общественности. В настоящее время в мире реализуется более 300 национальных обучающих программ, которые ориентированы на детей и подростков. Большинство программ внедряются при объединенном усилии государственных органов, научных учреждений, бизнес-структур. Таким образом, программы обучения правильному питанию оказываются такой своеобразной надежной платформой консолидации основных общественных сил, научных сил и социальных структур. И что у нас на сегодня, что такое вообще правильное питание? Как мы понимаем сегодня правильное питание? Это что, обязательное условие сохранения здоровья, или часть современной культуры, или модный вариант поведения? Что на сегодняшний момент считается правильным питанием? Значит, в разных странах существуют разные практики формирования культуры здорового питания. Помимо решения основной задачи формирования основ культуры питания, программы в разных странах могут быть направлены на решение каких-то своих конкретных социальных задач, которые имеют высокую актуальность для конкретно данного сообщества. Например, в некоторых случаях эти практики имеют направленность на различные социальные группы населения. Например, можно упомянуть программы, которые ориентированы на детей и подростков из семей иммигрантов, которые работают, например, в Голландии, Франции, Германии. В процессе обучения правильному питанию школьников знакомят с традициями и обычаями культуры страны, в которую они приехали, в которую они эмигрировали. Программы обучения правильному питанию учитывают специфику возраста своих адресных групп, ориентируясь на актуальные потребности. Так, например, во Франции работает программа «Хорошо питаемся, хорошо выглядим». Она рассчитана на подростков. Основная идея этой программы – это связь правильного питания и привлекательной внешности, что очень важно в подростковом возрасте. И на чем подростки очень часто зацикливаются. Направлена эта программа также на борьбу с лишним весом. Как мы знаем, что, как мы уже говорили, что каждый 5-й ребенок имеет избыточный вес в западных странах. 5 из 9 основных идей национальной программы питания во Франции связаны именно с формированием культуры питания. Эта программа реализуется совместно с Красным Крестом Франции. В Германии существует другая программа. Это специальная программа просвещения детей и родителей, связана с правильным питанием. В качестве важной составляющей любого приема пищи в Германии ориентирована на атмосферу и обстановку за столом. Они считают, что желательно, чтобы хотя бы 1 раз в день вся семья собиралась для совместной трапезы. Родители там учат контролировать питьевой режим ребенка. Считается, что важно, чтобы в течение дня ребенок достаточно пил. Как и все дети в Германии очень любят сладкое. Поэтому там учат ребенка самостоятельно контролировать количество десертов в течение дня. Например, он может съесть любую, но только одну сладость, которую выберет.
Родителям советуют не класть еду на тарелку, а предлагают ребенку сделать это самому, положить столько, сколько он хочет, а потом, в случае необходимости, добавить из общего блюда. В детских садах Германии, например, существует несколько вариантов организации питания. При этом вот при одном из вариантов все блюда выставляются на стол, и дети могут брать самостоятельно столько, сколько они хотят. Воспитатели лишь контролируют, чтобы ребенок попробовал все, что есть на столе. В Пакистане детей через обучение правильному питанию учат и другим социальным навыкам. Например, там учат детей из бедных семей вопросам культуре питания, вопросам правильного питания. В Индии, Шри-Ланка, Бангладеш учат детей из семей с низким уровнем дохода. Высокий уровень распространенности ожирения и болезней, связанных с питанием среди детей из социально уязвимых групп, это мигранты, безработные и так далее. И у них важная задача – это сформировать кулинарные навыки. В этих же странах адресные группы у них – это девочки из сельских районов. И их учат кулинарным умениям, обучают девочек вкусно готовить, вкусно и правильно готовить. В Англии и Нидерландах реализуется другая программа «Борьба с лишним весом», как мы уже рассматривали ранее. Да? Данной стратегией предусмотрен запрет на еду с высоким содержанием жира, соли и сахара. То есть у их школьных столовых запрещены эти продукты. Значит, что они там учат? Они учат, как делать, и регулярно проводят диагностику. В Эквадоре, например, существует в целях решения проблем несбалансированного питания, существует национальная программа по рациональному питанию, программа «Нутрир». В ряде стран подходит к проблеме понимания здоровья в целом комплексно. Школьное питание, обучение, адекватная физическая нагрузка и работа с родителями. То есть работают по формированию культуры питания комплексно. В Польше действует такая программа, как «Сохраняй форму». Нидерланды, Бразилия, Китай. В этих странах существует программа формирования здорового образа жизни. Малоподвижный образ жизни – это фактор развития заболеваний. И поэтому обучение правильному питанию и развитие физической культуры ставится во главу угла. В этих же странах оценивают 2 раза в месяц физическое состояние детей. В США существует программа «60 минут для здоровья», которая учит детей, идет от обучения правильному питанию к обучению здорового образа жизни. То есть правильное питание плюс двигательная активность. Так, а что же в нашей стране делается в этом направлении? Мы знаем, что формирование культуры здоровья закреплено в законе об образовании. В статье 41 «Охрана здоровья обучающихся» отражены направления на сохранение здоровья детей. То есть мы видим, что организации, которые осуществляют образовательную деятельность, должны создавать условия для охраны здоровья обучающихся, в том числе обеспечивать текущий контроль за состоянием здоровья обучающихся, обучение и воспитание в области охраны здоровья. А охрана здоровья обучающихся включает пропаганду и обучение навыкам здорового образа жизни, организацию оздоровления обучающихся, профилактику пресечения курения, употребления психоактивных веществ и так далее. Статья 43 рассказывает об обязанностях и ответственности обучающихся. Обучающиеся обязаны заботиться о своем здоровье. Они должны стремиться к нравственному, духовному и физическому развитию. В соответствии со статьей, с частью 1 статьи 12 Закона об образовании, содержание образования определяют образовательные программы, комплексы основных характеристик образования. Образовательные программы самостоятельно разрабатываются и утверждаются организацией, которые осуществляют образовательную деятельность.
ну, конечно же, в соответствии с ФГОСами и с учетом соответствующих примерных основных образовательных программ. Федеральные государственные образовательные стандарты начального образования выдвинули формирование ценностей и здоровья, здорового и безопасного образа жизни, духовно-нравственного здоровья, экологической культуры обучающихся в ряд современных приоритетов образовательной деятельности школы. Согласно стандарта, портрет выпускника современной начальной школы включает такой обязательный пункт, выполняющий правила здорового и безопасного для себя и окружающих образа жизни. И ФГОС предусматривает личностные результаты освоения основной образовательной программы начального общего образования, и они должны отражать формирование установки на безопасный здоровый образ жизни. И при итоговой оценке качества освоения основной образовательной программы должна учитываться готовность к решению учебно-практических, учебно-познавательных задач на основе системы знаний об основах здорового и безопасного образа жизни. Также ФГОС начального общего образования предусматривается необходимость разработки образовательным учреждением программы формирования культуры здорового и безопасного образа жизни. Программа формирования экологической культуры здорового и безопасного образа жизни для обучающихся уровня начального общего образования должна представлять собой комплексную программу формирования знаний, установок, личностных ориентиров, норм поведения, которые обеспечивают сохранение и укрепление физического, психологического, социального здоровья обучающихся на ступени начального общего образования. И это должно быть как одна из ценностных составляющих, которая способствует познавательному и эмоциональному развитию ребенка, достижению планируемых результатов освоения основной общеобразовательной программы начального общего образования. Что должна содержать программа по формированию здорового образа жизни? Модели организации работы по формированию здорового безопасного образа жизни. Это, во-первых. Далее, описание деятельности образовательного учреждения в области здоровосберегающего образования обучающихся и отражать планируемые результаты. При разработке данной программы можно использовать ту программу, ради которой мы сегодня с вами собрались. Это программа курса по формированию культуры здорового питания обучающихся. В программе формирования культуры здорового безопасного образа жизни что должна обеспечивать? Она должна побуждать детей, в детях желание заботиться о своем здоровье, формировать установки на использование здорового питания, учить детей использовать оптимальные двигательные режимы с учетом их, конечно, возраста, психологических и других особенностей. Должна подвигнуть на развитие потребностей в занятиях физической культурой и спортом. Дети должны научиться применять рекомендуемый режим дня. Эта программа предполагает формирование знаний у детей, негативных факторов риска, то есть как влияют снижение двигательной активности, всевозможные психоактивные вещества на здоровье человека. Далее мы должны научить детей противостоять вовлечению в табакокурение, употребление алкоголя и так далее. Должны научить детей сформировать у них потребность безбоязненно обращаться к врачу по любым вопросам, связанным с особенностями роста, развития его, состояния здоровья. Согласно этим программам, мы должны научить детей самостоятельно поддерживать свое здоровье на основе использования навыков личной гигиены. На что же направлен стандарт в области здравоизбережения? Он направлен в первую очередь на достижение следующих целей. Это формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа жизни. Образовательная программа предусматривает направленность на физическое развитие,
Физическое развитие включает становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами, в питании, в двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и так далее. Что же такое здоровье и как его рассматривали в разные времена? У каждого времени свои эталоны здоровья, в том числе, свои эталоны, в том числе и свои эталоны здоровья. Например, античный эталон здоровья, он на чем базируется? Он базируется на идее некоего оптимального соотношения различных составляющих телесной и душевной природы человека, которые при условии его установления образуют упорядоченное внутреннее единство. Здоровье в этот период включается в универсальное понятие красоты, калогатии, то есть идеала. Телесная красота и душевное здоровье представляют собой два взаимодополняющих аспекта высшей согласованности, наиболее полно раскрывающиеся в идеале красоты. Внешняя сторона этого феномена в эстетическом созерцании красивого тела, внутренняя в уравновешенном самоощущении, активности, в порядочном образе жизни. Внешне прекрасно то, что внутренне согласовано, упорядочено. Во времена античности красивое женское тело – это рост 156, вес 65, бледная кожа, маленькая грудь, длинные пальцы на руках и ногах, длинные волосы, женственный склад фигуры. В другие времена были другие эталоны красоты. В средние века идеалы женской красоты сильно поменялись по сравнению с античностью. В этот период красота считалась грехом, но некие каноны все же существовали. Девушка должна была иметь бледную, белоснежную кожу, очень худое тело. Волосы ценились преимущественно светлые, а лучше рыжие. Многие девушки сбривали себе брови и натирали кожу лимоном, чтобы достичь еще более светлого цвета кожи. В эпоху Возрождения в моду возвращаются пышные фигуры и широкие бедра. Черты лица становятся более сложными. Лучшим вариантом для прически становятся светлые, волнистые, распущенные волосы. Идеал красоты Ренессанса отличался от идеала красоты предыдущей эпохи. С человеческого тела было снято табу, наложенное церковью. Душа в это время отходит на второй план, и перед нами во всем своем величии появляется тело. Девушки стали потихоньку обрастать женскими прелестями. Красота в этот период неразрывно связана с телом. К женской красоте перестали относиться как к дьявольскому искушению, а к телу как к греховному сосуду. Напротив, красота теперь дар Божий, заслуживающий поклонения, а прекрасные женские тела появляются на картинах всех выдающихся живописцев. Если в эпоху раннего Возрождения бледный цвет лица и длинные шелковистые пряди белокурых волос были канонами красоты женщин Флоренции, и идеальными считались стройная лебединая шея и высокий чистый лоб, для удлинения которого женщины выбривали спереди волосы и выщипывали брови, то высокое Возрождение приносит совсем иное понимание красоты. Вместо тонких, стройных, подвижных фигур торжествуют пышные формы, могучие тела с широкими бедрами, с роскошной полнотой шеи и плеч. Идеал красоты в эпоху барокко. Женское тело в период барокко, как и ранее в эпоху Возрождения, должно быть богатым, с лебединой шеей, широкими откинутыми назад плечами, хорошо развитой грудью и пышными бедрами. Законодателем мод на женское тело в это время стал Рубенс. На огромных холстах он рисовал округлые, энергичные, пышущие здоровьем обнаженные женские формы. Избыточно роскошные формы считались как признак здоровья в те времена. Мода меняется все быстрее. Если в 20-е годы эталоном женской красоты считалась андрогинная внешность, короткие стрижки, мальчишеские фигуры, то уже в 30-е годы наступает эпоха Голливуда. Тонкая талия, большая грудь, объемные бедра, пышные укладки и длинные ресницы.
Идеалом женской красоты тех времен была Мерлин Монро. В 60-е годы идеалом красоты считались стройные длинные ноги и маленькая грудь. В 80-е годы в моду вошла аэробика, а в 90-е идеалом считалась бледность и болезненная худоба. 90-60 на 90, рост от 170, вес до 60 килограмм. Девушка с такой фигурой считалась идеальной, а раньше сказали бы, что она больна и уродлива. Последние годы, к счастью, стандарты стали меняться. Образ худышки еще удерживает свои позиции, но все чаще на подиум выходят другие фигуры. В данный момент ценится стройность, но не анорексичная худоба, как в 90-е годы. Все больше людей склоняются к естественной красоте. Однако не прошло еще и половины 21-го столетия, так что сложно предугадать, в каком направлении будут двигаться эталоны женской красоты. Ну, а сейчас мы рассмотрим основные современные подходы к определению здоровья. Какие у нас существуют сейчас подходы? Первое – это нормоцентрический подход. То есть здоровье – это совокупность среднестатистических, психических и соматических характеристик. Нормоцентрический подход, которым пользуются главным образом психологи, состоит в сопоставлении полученных данных исследования психики у конкретного человека с имеющимися нормативными данными. То есть состояние животного тела, когда все жизненные отправления идут в полном порядке, то есть отсутствие недуга, болезни, это в словаре Даля мы находим, что такое здоровье. Правильная, нормальная деятельность организма в толковом словаре мы читаем. Нормоцентрический подход здоровья рассматривается как совокупность среднестатистических норм восприятия, мышления, эмоционального реагирования, поведения в сочетании с нормальными показателями соматического состояния человека. Это некий оптимальный уровень функционирования организма в целом. Второй подход – адаптационный подход. Здесь здоровье это рассматривается как не только индивидуально-личностные характеристики, но и социальные связи человека. То есть состояние полного физического, душевного, социального благополучия по формулировке ВОЗ. На этих позициях базируется определение здоровья, которое как раз отражено в уставе Всемирной организации здравоохранения. Третий подход – это антропоцентрический. Здесь здоровье включает духовные и нравственные характеристики. Здоровье выражается в потребности человека расширять и развивать свои способности, самосовершенствоваться, стремиться к максимально полной реализации собственных возможностей, своего призвания. В основе антропоцентрического подхода лежит представление о высшем духовном предназначении человека. Личность в этом подходе рассматривается как свободно развивающаяся, открытая опыту и ориентирована на высшие достижения индивидуальности. Так, сейчас предлагаю посмотреть следующий файл и подумать, кто, с вашей точки зрения, более здоров. Слева или справа человек. Вы почитаете, да, и можете в чате отметить, слева или справа, кто более здоров, с вашей точки зрения. Тот, который имеет 20 научных премий, разработка и развитие 2 теоретических направлений современной физики, более 30 книг написал, имеет 3 детей, полет в невесомости осуществлял, озвучивал мультсериалы и рок-композиции и до конца своих дней возглавлял кафедру теоретической физики. А второй заочно закончил институт, в течение 45 лет проработал в проектном бюро, имея 2 детей, в настоящее время на пенсии. Напишите, пожалуйста, в чате, чтобы я понимала, что вы слышите и видите, кто из этих 2 людей более здоров. Тот, который слева, или тот, который справа описан? Угу. Так, Ирина Дуркина отметила нам, Ирина Яковлевна. Ага. Ольга Валерьевна слева считает более здоровым. Так, еще кто у нас?
Ага. Второй вариант в основном предпочитают. Мгм. Так, кто-то справа, но в основном второй вариант, да? Мгм. Так, спасибо вам, коллеги, что вы откликнулись и написали. Так, вы пока пишите, я вам расскажу, кто такой первый. Первый – это, может быть, вы слышали, ну, наверняка слышали, такой был известный, всемирно известный ученый Стивен Хокинг. Он основоположник квантовой космологии, изучал теорию возникновения мира в результате Большого взрыва. Сделал множество открытий в теории черных дыр. Он был прикован к инвалидной коляске с 22 лет. У него был врожденный диагноз боковой амиотрофический склероз. Он был обездвижен и потерял голос в результате этой своей тяжелой болезни. Стивен Хокинг продолжал вести активный образ жизни, несмотря на все это свое заболевание, тяжелейшее заболевание, и вдохновлял своим примером миллионы людей по всему миру. Он до конца своих дней занимался наукой, преподавал, выступал с докладами, общался с миром с помощью компьютерного синтезатора речи, потому что он не мог ни двигаться, ни говорить. И несмотря на прогнозы врачей, которые в 22 года, когда они поставили этот диагноз, они ему прогнозировали только 2-3 года жизни, но он смог прожить до 76 лет, дважды женился и стал отцом 3 детей. За вклад в науку он получил множество наград, включая премию Эйнштейна, премию по фундаментальной физике, медаль Альберта Королевского общества искусств. И умер он в возрасте 76 лет, совсем недавно, где-то пару-тройку лет назад. Его постулатами были следующие высказывания. Среди всех систем, которые у нас есть, самые сложные – это наши собственные тела. То есть вот несмотря на все его… Еще он говорил, что очень важно просто не сдаваться. Несмотря на то, что ему так мало пророчили жить, он, можно сказать, вопреки всем прогнозам врачей, сделал просто невозможное. Он прожил целую жизнь и сделал для науки огромное количество хорошего, доброго и полезного. Ну, а второй, понятно, обычный человек. Вот я вам сейчас картинки покажу. Так, чего? Ага, вот обычный человек, который ну, в своем возрасте уже имеет гипертонию, гастрит, желчекаменную болезнь. Так, кто у нас, кто с нормоцентрической точки зрения считается более здоровым? Я думаю, с нормоцентрической точки зрения все-таки Стивен Хокинг более здоровый, потому что он прожил более полноценную, что ли, более, как сказать правильно, более полезную, что ли, жизнь, несмотря на все свои физические недостатки. Духовно, нравственно, психологически он более здоров, чем тот, который, ну, как бы физически был здоров, но таким образом вот просто жил. Так, далее, что у нас? Вот, да, еще раз, еще посмотрите на этот слайд. Вот, с вашей точки зрения, кто более здоров? Тот, вот, кто вот имеет всякие физические недостатки, да, физически, может быть, недостаточно полноценен, но ведет вот такой активный, здоровый образ жизни. Либо тот, кто физически имеет все шансы быть здоровым, но ничего не делает для этого. Можно тоже комментировать в чате, кто, с вашей точки зрения, более здоров. Так, немножечко задерживается, наверное, да? Так, ну ладно. Так, Татьяна Сергеевна нам ответила, да, конечно же, тот, кто занимается спортом, кто ведет более активный образ жизни, несмотря на все, тот, кто преодолевая все трудности, ведет вот такой образ жизни, несмотря на то, что вот у них такие вот недостатки. Так, преимущества
центрического подхода в понимании здоровья. Здоровье – это не цель, а только средство. Средство стремления жить осмысленно. Доступность здоровья как социокультурной ценности, полноценное развитие и личностный рост, что предполагает готовность к жизненным переменам, умение активно преодолевать трудности и переходить к более высоким уровням существования. Еще одно преимущество – это актуальность здоровья, это открытость опыту, что означает способность принять любые жизненные неудачи как уроки, а не терять доверие к миру при любых невзгодах. Также индивидуальная ценность здоровья – это тоже еще одно из преимуществ антропоцентрического подхода. Свобода в переживании, в самовыражении, что является условием творчества, самоактуализации, направленность на саморазвитие и раскрытие личностного потенциала. То есть вот это такие преимущества антропоцентрического подхода к пониманию здоровья. То, что мы с вами рассмотрели выше. И компетентность педагога в вопросах индивидуальной стратегии здорового образа жизни. Что же такое культура вообще здоровья педагога? Это один из основных компонентов как общей, так и профессиональной культуры каждого педагога, который во многом обусловлен как народными традициями, так и собственным опытом здорового образа жизни. Именно эту культуру здоровья и должен передавать педагог подрастающему поколению. И именно компетенция педагога играет решающую роль в формировании здорового образа жизни ваших обучающихся. Рассмотрим, какие же все-таки причины ухудшения здоровья современных педагогов и обучающихся можно выделить. Так, можете писать в чате. Среди причин ухудшения здоровья современных педагогов и обучающихся можно выделить. Общие. Какие общие причины, которые не связаны с работой и учебой, можно выделить? Пишите, пожалуйста, в чате. Я пока окошко закрою, стало холодно. Так, сначала мы с вами пишем общие, не связанные с работой и учебой. Какие причины ухудшения состояния здоровья педагогов и обучающихся? Так, экология, да, экология, конечно же. Так, еще что? Питание. Угу. Так, еще кто у нас? Включайтесь. Питание, экология, правильно. Еще. Что еще влияет на ухудшение здоровья вас, как педагогов? Ага, семейные ценности. В смысле, семейные ценности ухудшают состояние здоровья, Наталья Александровна? Окружающая среда как влияет? То есть более конкретные желательно причины указывать, как окружающая среда может влиять. Угу. Минимум физической нагрузки, правильно, да. Очень хорошая причина, верная причина. Угу. Ну, не сам компьютер, наверное, да, Татьяна Сергеевна, а все-таки чрезмерное увлечение компьютером. Там компьютер, в принципе, как бы он не может повлиять на ваше здоровье, если вы все в пределах нормы. Угу. В семье нет ценности здорового питания, да, тоже один из показателей причины разрушения здоровья. Ну, давайте подытожим, значит, общее. К общим, по мнению ученых, причинам ухудшения здоровья педагогов относится это падение социального благополучия населения, то есть правильно писали, что качественное ухудшение питания, резкое ухудшение экологической обстановки в стране. Далее, серьезные недостатки в обеспечении санитарно-эпидемиологического благополучия населения влияют на состояние здоровья
на ухудшение здоровья. Конечно же, мы знаем, да, что сейчас вот у нас пришел к нам вот этот коронавирус, сколько у нас серьезных проблем со здоровьем было у всех. Вот, потому что как бы эпидемиологи не были готовы к этому вирусу. Так, обострилась проблема обеспечения населения доброкачественной водой. Вода у нас, конечно же, стала оставлять лучшего. Несбалансированное питание, нам писали, все правильно, да. По мнению Новикова, он в 1995 году проводил исследования, начиная с 1989 года, резко снизилось потребление молочных продуктов, мяса, мясопродуктов, рыбы, продуктов из рыбы, овощей, фруктов, сахара, кондитерских изделий. Но зато одновременно повысилось потребление хлебных продуктов и картофеля. Это по исследованиям ученых. Так, и там еще писали, что физические упражнения, да, потеря интереса к физическим упражнениям. Это тоже один из факторов падения здоровья педагогов. Ну и еще один фактор, который вы никто не написали, это, конечно же, наследственная отягощенность. Ну, потому что мы говорим не только педагогов, но и обучающихся, да. И наследственная отягощенность тоже это одна из причин ухудшения здоровья вне учебы. Ну, а теперь давайте мы попишем, какие причины ухудшения здоровья, которые имеют непосредственно к проблемам образовательного учреждения. Правильно, да, эмоциональные нагрузки. Высокие эмоциональные нагрузки. Не просто эмоциональные нагрузки, наверное, да, а все-таки высокие эмоциональные нагрузки. Угу. Так, неправильный распорядок дня. Так, еще что у нас может повлиять? Педагоги сколько работают? Подсказываю. Зачастую очень у педагогов какой день? Да, Василина Георгиевна, большой объем работы с компьютером у вас, да? Угу. Отсутствие перерывов. Ну, все правильно, в принципе, не будем долго задерживаться, да. Все правильно, значит, какие причины ухудшения здоровья, которые связаны непосредственно с образовательной организацией, это, конечно же, высокая нервно-психическая напряженность, эмоциональная напряженность, высокая социальная ответственность педагога перед детьми и родителями. Конечно же, очень и у детей, и у педагогов ухудшение здоровья, связанное с учебой, это очень высокая продолжительность дня. Целый день, особенно у детей, зачастую бывает, кроме школы, куча кружков, и дети разрываются со школы, и уроки надо сделать, и сбегать на один кружок и на другой кружок. Родители загружают их настолько, что это, конечно же, сказывается на состоянии здоровья детей. То есть здесь все должно быть в меру. Спасибо большое за то, что откликнулись и поучаствовали. Учителя, так, сейчас немножко пролистну, и там как бы все вы увидите, какие мы вот факторы, причины, которые не относятся к школе, и вот причины, которые, да, тоже не относятся к школе, вот мы с вами перечислили, и причины, которые непосредственно имеют отношение к образовательной организации. Так. У нас учителя, конечно же, хронически перегружены, имеют высокие риски заболевания из-за этого. Как правило, учителя не имеют возможности даже восстановить затраченные силы и, следовательно, не всегда в состоянии адаптироваться к возрастающему разнообразию потребностей учащихся. Эмоционально перегруженный учитель, скорее всего, предпочтет знакомый круг обстоятельств и ситуаций, в которых он хорошо и действительно хорошо может обучать, но не будет рисковать новшествами, где результаты непонятны и плохо прогнозируемы.
Учителю хронически не хватает времени не только на полноценный отдых, но и на труд, и на самообразование. Появляются профессиональные заболевания, которые ощутимо снижают работоспособность и эффективность обучения. Большинство заболеваний педагогов вызывается стрессом, психическим перенапряжением. Существует две основные причины, разрушающие здоровье педагога. Это мировоззренческая и психическая. Причем вторая, психическая, вытекает из первой, мировоззренческой. Мировоззренческие причины какие? Это педагог не всегда понимает, принимает жизнь такой, какая она есть, без критики и протестов. Педагог не всегда может жить в данный момент, считая его самым важным в жизни. То есть мы должны жить так, что вот этот день у нас самый важный, каждый день у нас самый важный в жизни. Мы не знаем, какой будет следующий день, наступит ли он вообще. Дальше, зачастую у педагогов очень высокие жизненные притязания, которые не всегда соответствуют возможностям. Далее, не всегда педагоги могут найти свое место в жизни, которое бы помогло им получить удовлетворение от факта самого существования, от своей профессии, от любой работы и тем самым сохранить свое здоровье. Так, и психические причины, которые вытекают вот из этих мировоззренческих, это, конечно же, очень они взаимосвязаны, потому что не всегда педагоги умеют противостоять стрессам, а стрессы в школе – это, как говорится, на первом плане они. Не всегда педагоги могут управлять своими эмоциями или выражать свои эмоции. И зачастую работают, превышая свои психические возможности. И зачастую тоже педагоги не всегда умеют вырастить в себе вот эти эмоции радости, эмоции, создать установку на эту радость от всего, от самого существования вообще, а не от полученной зарплаты. Не всегда мы умеем, как педагоги, подсмеиваться над своими жизненными неудачами. Это, конечно же, все разрушает наше здоровье. Так, ну и не надо объяснять, что воспитать здорового человека может лишь человек здоровый. Культура здоровья детей напрямую зависит от личного отношения педагога ко всем аспектам здорового образа жизни. Вот, и мы можем сейчас с вами обозначить аспекты здорового образа жизни. Какие аспекты здорового образа жизни мы можем обозначить? Что входит в это понятие? Жду ваших предложений. Аспекты здорового образа жизни. Что туда мы можем включить? Что в вашем понимании значит здоровый образ жизни? Угу. Позитивный настрой. Так, полезное питание, правильное полезное питание. Так, да, соблюдение режима дня, все верно. Еще. Подключайтесь, коллеги. Экология. Ну, мы на экологию-то, да, ну, она, конечно, но мы повлиять на нее не можем. Хотя бы то, что в наших силах. Мы будем писать то, что в наших силах, что мы можем, так сказать, как мы можем описать свое вот это аспект здорового образа жизни нашего. Питание, режим, спорт, спокойствие. Спорт, ну, физическая нагрузка, скажем так. Не обязательно спорт как таковой. Угу. Хорошо, спасибо. Спасибо. Ну, практически все вы правы, да. Это, конечно же, у нас режим дня, это в первую очередь. Мы должны его соблюдать, чтобы сохранить свое здоровье. Правильное, рациональное питание, которое бы нам тоже помогло сохранить наше здоровье. А дальше активный подвижный образ жизни, да, увеличение двигательной активности, это движение, и спорт – это жизнь, как говорится, да. Правильное, разумное отношение к отдыху, то есть правильно уметь отдыхать. Это никто не написал про отдых, что мы должны научиться правильно отдыхать. Вот. Дальше, конечно же, никто не написал еще и про то, чтобы вовремя обращаться к врачу, находиться под медицинским наблюдением. Согласны? Дальше
Еще один из аспектов здоровья – это отсутствие чего? Вредных привычек. То есть это тоже один из аспектов нашего здоровья. То есть если соблюдать все вот эти аспекты, да, ну все правильно, да, соблюдать эти все аспекты, тогда мы будем, можно сказать, что да, мы ведем здоровый образ жизни. Так, хорошо, спасибо большое за активность, коллеги. Так, особое значение для нашего здоровья имеет сформированность или нет сознательных установок на здоровый образ жизни, на рациональное и здоровое питание. То есть это очень важно, есть у нас эти установки или нет у нас этих установок. И мы как бы и сами должны иметь установку на здоровый образ жизни, чтобы воспитывать это у детей. Формирование здоровья – это, конечно же, проблема каждого человека в отдельности. Никто нам не сформирует здоровье, если мы сами этим не займемся. Только осознанная мотивация здоровья может сохранить и укрепить собственное здоровье и ориентировать человека на ведение здорового образа жизни. Так, рассмотрим, какие стратегии сущности здорового образа жизни определяют для себя педагоги. Ну, это тоже было исследование, и подвели вот такие итоги, какие стратегии определяют для себя педагоги, опрошенные педагоги, которых опрашивали. Вот одна из стратегий такая, то, что выбрали педагоги. Чем больше денег и возможностей, тем все здоровее и благополучнее. Простите. В основе данной позиции лежит стремление человека к социальному благополучию. Педагоги с этой моделью понимания, как правило, не видят зависимости состояния своего здоровья от здоровьесберегающей деятельности. То есть они видят здоровье только в связи с деньгами и возможностями. А то, что они должны заниматься и физическими упражнениями, и закаливающие какие-то процедуры, и отдыхать должны, этого как бы у них, они не связывают это. Поэтому основную часть своего времени они склонны проводить на работе, в домашних семейных заботах. Такой образ жизни, конечно же, не совсем обоснован, и нельзя его считать валеологически обоснованным. Такие педагоги получили 3 балла. Вторая стратегия педагогов, что выбрали следующие педагоги. Это чем больше я двигаюсь, тем больше здоровья в организме. В этой основе лежит активная двигательная позиция, то есть чистый воздух, полноценное питание, нормальный сон. Данная стратегия обеспечивает поддержание соматического состояния человека. В то же время вне поля зрения остаются социальные и психологические аспекты жизнедеятельности. То есть какой? Положительный, как мы говорили, да, положительный эмоциональный настрой, забота о собственной внешности, регуляция сексуальной жизни. И здесь мы этой стратегии, да, то есть она направлена именно на движение, а остальное уходит все на второй план. Здесь ставим эту стратегию, поставили 4 балла. Третья стратегия понимания сущности здорового образа жизни. Это не курить, не употреблять алкоголь. Здесь основу здорового образа жизни составляет превентивное, здравоохранительное поведение. То есть данная модель согласуется с многочисленными медицинскими исследованиями, доказывающими, что злоупотребление курением и алкоголем является причиной возникновения различных заболеваний. И поэтому профилактический подход с этой точки зрения вполне обоснован. В то же время совершенно как бы понятно, что такой подход не затрагивает других аспектов поведения человека, которые направлены прежде всего на укрепление здоровья. Вот, этой стратегии, то есть, опять же, здесь педагоги ориентированы на то, что я буду здорова, если я не буду курить и не употреблять алкоголя, упуская все другие аспекты здорового образа жизни. Этой стратегии поставили 3,5 балла. И еще одна стратегия – это стратегия понимания сущности здорового образа жизни. Здесь педагоги отмечали, что режим, рекомендации медиков, народные рецепты, основой здорового образа жизни, они считают, что здесь нужно выполнять все рекомендации врачей, соблюдать режим дня,
даже если это иногда подчас и противоречит с вашими собственными потребностями или интересами других людей. Вот эти педагоги считают, что строгий режимный подход к пониманию сущности здорового образа жизни – это результат понижения критичности в отношении собственного здоровья. Такое вот консервативное понимание препятствует учету динамики состояния собственного здоровья и, следовательно, исключает возможность целесообразной коррекции своего образа жизни. Этой стратегии всего поставили 3 балла. И таким образом нетрудно заметить, что у современных педагогов не всегда достаточно полного и научно обоснованного понимания сущности здорового образа жизни. Среди всех опрошенных педагогов не нашлось ни одного, кто бы высказал мысль о том, что каждому человеку в силу его психологических особенностей, состояния здоровья и склонности к отдельным заболеваниям должен быть свойствен свой индивидуальный способ здоровой жизни. И концепция индивидуального здоровья педагога, современного педагога, складывается из суммы всех этих вышеперечисленных стратегий. То есть сумма всех этих, все, что мы с вами проговорили выше. Так, и переходим к принципам, к законам здорового питания. То есть мы с вами уже разобрались, что правильное, рациональное питание – это один из фактов, из аспектов здорового образа жизни. Без правильного питания мы никогда не будем полноценно здоровыми. Какие принципы или законы здорового питания существуют? Как говорил... Ой, опять я не туда виснула. Простите. Сейчас. Опять не на ту кнопочку нажала. Так. Как говорил хорошо известный профессор Преображенский в «Собачьем сердце» Булгакова, помните, да? Еда, Иван Арнольдович, дело серьезное, а многие люди, представьте себе, совсем не умеют есть. То есть, о чем это говорит? Что прием пищи – это тоже дело очень важное, и оно подчиняется своим определенным законам. Какие же законы существуют? Существует 5 законов правильного рационального питания. Первый закон – это разнообразие. Человеческий организм нуждается в разнообразном пластическом и энергетическом материале. Белки, жиры, углеводы, витамины, какие-то минеральные вещества – все это мы должны получать из пищи. У каждого из перечисленных веществ свои функции. Белки – это основной строительный материал, из которого формируется и ремонтируется, если в случае неполадок, возникших неполадок, тело наше. Одна из составляющих, белки – это одна из важнейших составляющих пищи. Недостаток белка, а тем более белковое голодание, приводит к отставанию в росте, нарушением не только физического, но и умственного развития, снижению сопротивляемости заболеваниям, снижению успеваемости, трудоспособности. А вот избыток белков, наоборот, ведет к нарушению обменных процессов, снижению аппетита. То есть все должно быть в меру. Углеводы и жиры участвуют в энергообеспечении наших систем и органов. Они дают нам энергию. Витамины – это важнейший регулятор биологических процессов, протекающих в организме. Так что, перефразируя поэта, можно сказать, вещества всякие нужны, вещества разные нужны. И вещества всякие важны. Нехватка любого из веществ, она способна привести к возникновению разных сбоев в работе организма. Поэтому так важно и формировать у ребенка разнообразный вкусовой кругозор, чтобы ему нравились разные продукты и блюда. И широта вкусовых пристрастий – залог того, что во взрослой жизни человек сумеет правильно организовать свое питание. То есть мы говорим, что питание должно быть разнообразно, и подразумеваем, что вредных продуктов нет. Есть просто вредные рационы. То есть все продукты можно употреблять, в
пищу, раз они есть, существуют, главное знать меру во всем. Продукты делятся по столам. Зеленый – это ежедневный рацион, то, что мы можем есть каждый день. Желтый – это продукты, которые мы можем есть несколько раз в неделю или понемножку. И красный стол – это продукты, которые едят изредка и в очень небольших количествах. Но вредных продуктов, то есть вы не только должны себе усвоить, но и детям объяснять, что не существует такое понятие, как вредные продукты. Далее. Вот у нас сегодня у нас вебинары, поэтому мы немножечко не совсем сможем как-то работать, но вот все продукты можно разделить. Вы потом для себя возьмете, там работать с детьми, вот это очень хороший материал, когда вы можете давать задания детям, чтобы они распределили вот эти продукты по столам, желтый, красный, зеленый. Понятно, да? В рацион ребенка необходимо включать все группы продуктов. Мясные, молочные, рыбные, растительные. Одно и то же блюдо не следует давать ребенку в течение дня несколько раз, а в течение недели чаще 2 раз. Нередко взрослые сталкиваются с проблемой необъяснимого, на первый взгляд, консерватизма ребенка в отношении еды. Ребенок целый день готов питаться одной картошкой или макаронами. Ну, это частая история, и она очень многим знакомым и известна. Или некоторые дети, не прекращая, готовы есть сосиски. Конечно же, идти на поводу у них нельзя, ни в коем случае, несмотря на то, что приверженность одному и тому же блюду в значительной степени облегчает жизнь мамы. Ведь такое питание никак нельзя назвать полноценным. Но вряд ли удастся решить проблему с помощью диктаторских мер, заставляя есть то, что положено. Вообще надо запомнить, и родителям тоже это как бы доносить, что насилие в деле питания – это прием запрещенный. Может вызвать, наоборот, обратную реакцию. Надо попытаться помочь ребенку распробовать вкус разных блюд. Как от этого добиться? Ну, один из рецептов – это надо предоставить возможность экспериментировать и самостоятельно создавать вкус и внешний вид блюда. Так, например, положили кашу, очень полезную, но ребенок не очень ее любит есть. Дать ему возможность ее украсить, добавить в нее варенье, или сок, или сухофрукты, или просто фрукты, или орехи, или семечки, что ребенок любит. И каша заиграет другими красками, и ребенок, может быть, научится ее есть. Картофельное пюре не любит, тогда его можно выложить на тарелку красивой, не скучной какой-то горкой, а красивой формой, например, в форме мишки или чебурашки, сделать глазки-горошинки. И такие эксперименты очень занимательны для ребенка, а практика показывает, интерес эстетический в скором времени превращается в интерес гастрономический. Так. Из чего состоит наша пища? Да? Мы уже проговорили, что структура здорового питания – это белки, жиры, углеводы, минеральные вещества, витамины. Витамины очень важны в пище, потому что так же, как и белки, и жиры, и так далее, потому что они способствуют правильному росту и развитию ребенка, участвуют во всех обменных процессах, повышают выносливость, устойчивость организма. Недостаток витаминов вызывает раздражение, утомление, снижение работоспособности, аппетита. То есть вы как педагоги тоже можете наблюдать. И если вы наблюдаете какие-то такие моменты у своих детей, то можно родителям посоветовать обратиться к врачу, чтобы сделали анализ крови, чего не хватает у ребенка в организме, почему он утомляется, раздражается, почему он не может работать. То есть это тоже может быть не просто каким-то психическим или нервным заболеванием, а недостаток веществ, которые как раз и ведут к тому, что вот у ребенка вот такие проблемы. Так, скоро сделаем перерывчик, потому что у меня уже немножко горло болит. Так, следующий закон или принцип, еще можно говорить, это регулярность. Это очень важное условие эффективной работы всего организма.
рекомендации соблюдать режим питания – это не прихоть чья-то, там, гигиенистов или диетологов. Потребность в регулярном приеме пищи, она вообще обусловлена законами деятельности нашего организма. Потому что все процессы, которые протекают в нашем организме, внутри нас, это дыхание, биение сердца, деление клеток, сокращение сосудов, в том числе и работа пищеварительной системы, они носят ритмичный характер, то есть работают в определенном ритме. И поэтому регулярность, режим дня, это вот и есть регулярность, да, режим питания, это непременное условие эффективного функционирования нашей сложной биологической системы. Регулярность питания в младшем школьном возрасте – это 4-5 приемов пищи в течение дня. Режим питания призван обеспечить равномерную нагрузку в системе пищеварения в течение дня. Вот почему должно быть как минимум 4 приема пищи. Питание детей должно быть, должно быть не более чем через 3-4 часа. Для чего это? Это время нужно как раз требуется для того, чтобы пища переварилась. Дальше нерегулярное питание, то есть нарушение режима питания, это нерегулярное питание, это, конечно же, нагрузка на весь организм. И организм испытывает и физическое, и психическое напряжение, если мы начинаем питаться нерегулярно, нарушаем эту регулярность. Ну, это как все, вот и как мы, если нарушаем режим дыхания, задерживаем дыхание, или там у нас нет возможности вдохнуть полной грудью, и это тоже нам становится нехорошо, и мы испытываем какие-то проблемы. То же самое и с питанием. Дальше следующий закон, следующий принцип, что ли, как сказать, да, это адекватность. Пища, которую съедает в течение дня ребенок, должна восполнять энергозатраты организма. А они, конечно же, немалые. Ведь ребенок растет, в нем происходят сложнейшие функциональные перестройки. Но в каждом конкретном случае цифра это может меняться в зависимости от пола ребенка, условий образа жизни ребенка, его вида деятельности, состояния здоровья. Необходимо учитывать реальные нагрузки ребенка, физические, умственные, время года, состояние организма. Так очевидно, что рацион и режим питания ребенка, который активно занимается спортом, должен отличаться от рациона и режима питания его менее подвижных сверстников. Питание во время болезни отличается от питания в обычное время. Летний стол отличается от зимнего стола и так далее. У нас даже в школах есть меню зимнее, осеннее и весенне-летнее, да? Как-то вот, в общем, у нас там меню делится, есть летнее меню отдельно и зимнее меню отдельно, потому что зимнее оно должно быть более калорийным. В деле контроля адекватности питания основная ответственность, конечно же, лежит на взрослых. Но здесь не стоит и лишать самостоятельности ребенка. Уже у дошкольников должно быть сформировано представление о том, какое количество пищи для него недостаточно, достаточно, избыточно. Важно дать понять ребенку, что для здоровья опасно как недоедание, так и переедание. Например, излишнее увлечение сладким тоже вредно. Это мы должны дать понять ребенку. Следующий принцип или закон – это безопасность. Безопасность питания обеспечивает 3 условия. Это соблюдение правил личной гигиены, умение различать свежие и несвежие продукты и осторожное обращение с незнакомыми продуктами. О том, что нужно мыть руки перед едой, конечно же, известно всем, даже самым маленьким. Сейчас у нас в этой ситуации, в которой мы сейчас живем с коронавирусом, это из телевизора мы слышим везде, и куда бы мы ни пришли, нам везде всегда напоминают, потому что на самом деле, да, руки мыть обязательно надо всегда и везде, потому что желудочно-кишечное расстройство – это одно из самых распространенных заболеваний в детском возрасте. В последние годы мы встречаем вспышки и гепатита, и какие-то ротавирусы, сейчас еще норовирус. Это все болезни грязных рук, это все кишечные инфекции. И основная эта причина как раз здесь – несоблюдение элементарных гигиенических правил.
Поэтому вот почему обучение правильному питанию должно включать и задачу формирования основных гигиенических навыков. Причем подчеркнем именно навыков, а не знания о том, как это важно и полезно. То есть и формировать прямо с дошкольного возраста. Я знаю, что там у нас есть воспитатели, что это на семинаре, что это очень важно формировать самостоятельность и навыки личной гигиены. Уже к 5-6 годам ребенок получает такую какую-то самостоятельность в окружении, в отношении собственного питания. Он может самостоятельно достать из холодильника и съесть, там, допустим, йогурт или молоко, взять из вазочки любое печенье, яблоко и так далее. А значит, что уже к этому возрасту у него должно быть сформировано представление о признаках, которые свидетельствуют о несвежести продукта. То есть прежде чем достать, ну, съесть, он должен понять там, по запаху, по цвету, это уже должно быть у него сформировано, продукт свежий или не свежий. Важно, чтобы ребенок знал, если есть даже небольшие сомнения в свежести продукта, есть его нельзя. Это тоже задача нас, взрослых, учить этому детей. Такое же осторожное отношение надо сформировать у детей и к незнакомым продуктам. Потому что сегодня у нас обилие просто ассортимента продуктовых магазинов, и там рябит в глазах от этого обилия. Порой вообще трудно удержаться от соблазна попробовать что-нибудь новенького. На самом деле в этом ничего плохого, конечно же, нет, но дело в том, что новые, какие-то нетрадиционные для нашей культуры продукты питания могут содержать незнакомые для нашего организма вещества, которые могут стать для нас или для детей аллергенами. Поэтому здесь тоже надо быть очень аккуратным. И поэтому важно, чтобы ребенок запомнил, что знакомство с новым продуктом или блюдом должно проходить только в присутствии взрослого. Никак не самостоятельно брать незнакомый продукт и съесть его. Следующий закон или принцип, да, как мы говорим, это удовольствие. Почему-то, когда пишут о роли и значении питания, часто забывают об этой функции, очень важной функции еды, как доставлять удовольствие. А ведь приятные ощущения, которые возникают во время еды, имеют очень глубокий физиологический смысл. Они являются показателем безопасности продукта. Неприятный вкус, который воспринимается нашим организмом как сигнал к тревоге, это есть нельзя. Поэтому если мы чувствуем его, мы это не едим, то есть не получаем удовольствия. Поэтому чем выше уровень развития вкусовой чувствительности, тем выше уровень защиты организма. Призыв к получению удовольствия от еды – это не призыв к обжорству, конечно же. Ведь удовольствие возникает не от количества съеденного, здесь скорее наоборот, обратная зависимость. Переедание убивает приятные ощущения. Здесь важно умение различать, дифференцировать вкусы, запахи, оценивать гармоничность их сочетания, внешний вид блюда и так далее. Понятно, что сформированность этих умений зависит от того, насколько разнообразна пища, которую ест ребенок, насколько вкусно она приготовлена. Еще раз повторю, разнообразие и вкусовые качества блюд напрямую не определяются его стоимостью. Гораздо большее значение здесь имеет кулинарные способности и кулинарный кругозор повара, как приготовлена пища. Здесь важно, чтобы ребенок сумел описать запах, вкус блюда, не ограничиваясь просто вкусно-невкусно, да? А для этого нужно, чтобы за обеденным столом взрослые вместе с ребенком обсуждали достоинства блюда. Даже вот как бы ребенок смог, например, объяснить, что значит мягкий вкус, да, кисло-сладкий, горько-сладкий и так далее. А еще, конечно же, удовольствие от еды напрямую зависит от атмосферы, которая царит за обеденным столом. Во время приема пищи, конечно же, должно быть наложено табу на всякие ссоры, выяснение отношений. Какое же тут переваривание, полноценное переваривание пищи, когда кровь пульсирует в висках, когда бешено сокращается сердце и кипят африканские страсти, когда за столом начинаются разборки, выяснение отношений, воспитательные беседы.
За столом на это должно быть табу. С самого раннего детства, с самого раннего возраста у ребенка должно сформироваться представление, что семейный стол – это место, где всем тепло, уютно и, конечно же, вкусно. Так, спасибо за то, что вы были со мной в эту лекцию. Сейчас я предлагаю сделать 10-минутный перерыв, чтобы смочить горлышко, попить чайку, и жду вас через 10 минут. Отдохните, попейте чайку, и мы перейдем к следующей нашей теме, следующей лекции. Это мы непосредственно будем знакомиться с вами с программой разговора о правильном питании и как работать по этой программе. Не уходите, пожалуйста, не покидайте меня. Я очень рада, что вы со мной и слушаете лекцию. В конце я буду рассказывать, как мы будем действовать с получением документов, тетрадей, поэтому желательно, чтобы все присутствовали и послушали эту информацию. 10 минут, значит, сейчас у нас час 30, да, час 40, извините, час 40, значит, час 50, ну, час 50, давайте час 55 мы соберемся снова. Отдыхаем. Так. Как слышно, коллеги? Кто еще со мной? Угу. Ставьте крестик, кто уже подключился, да, спасибо. Еще. Чай попить успели? Ой, стул какой неудобный. Немножечко. Угу. Все, спасибо, все тут почти. Кому интересно. Так, переходим к следующей нашей части. Это непосредственно про учебно-методический комплект программы «Разговор о правильном питании». Так, мы по этой теме поработаем немножко по-другому. Так, современные требования я вам расскажу к разработке программ по формированию культуры здоровья, безопасного образа жизни детей. Дальше основные идеи программы вас познакомлю, и подход к формированию культуры здорового питания, и непосредственно программно-методическое обеспечение рассмотрим с вами. Так, поехали. В настоящее время формирование культуры питания является одним из направлений работы в современной российской школе. Это мы уже говорили, что закреплено в законе об образовании. И кроме того, формирование культуры здоровья заложено и в ФГОСах общего, начального и дошкольного образования. Об этом мы тоже с вами уже говорили до обеда. В этих документах предусматривается необходимость разработки образовательными учреждениями программы формирования культуры здорового и безопасного образа жизни. Вопросы формирования культуры здоровья отражены также в основах государственной политики Российской Федерации. В области здорового питания населения 2020 года были отражены, да, сейчас у нас немножко другие документы. Вопросы, в них был предусмотрен комплекс мероприятий, направленных на создание условий, обеспечивающих удовлетворение в соответствии с требованиями медицинской науки и потребностей различных групп населения в здоровом питании. И в соответствии с этим распоряжением у нас Федерация взяла на себя обязательство кормить детей 1-4 классов за счет федерального бюджета, с чем вы тоже знакомы и все это знаете. Культура питания – это важнейшая часть, составная часть общей культуры здорового, безопасного образа жизни обучающихся, и обучение должно начинаться с семьи, с детского сада и дальше продолжаться во всех образовательных организациях, независимо от их профиля. Современная школа – жизненно важная социальная среда, используя которую можно оказывать влияние на процесс формирования у школьников навыков и стереотипов здорового питания.
При разработке программ по совершенствованию школьного питания в общеобразовательной организации важно учитывать не только требования, которые предъявляются ФГО, СанПин, но и обязательно, конечно, реальную ситуацию в образовательных организациях. На снимке, на файле вы видите схему разработки такой программы в образовательной организации. Если кто у нас там есть завучи и директор у нас есть одного учреждения, если интересуете, вот, пожалуйста, в каком плане сделать. Значит, на первом этапе, значит, нам, естественно, надо сначала продиагностировать, провести анализ организации питания в вашей организации, в семьях детей. Дальше, на втором этапе выделить проблемные и болевые точки, где у нас западает это формирование совершенствования школьного питания. Далее наметить общий план программы. И потом непосредственно, конечно же, уже четвертый этап – это сама непосредственно реализация программы. И после окончания мы ее оцениваем, результативность и эффективность этой программы. Вот, и в качестве такой, скажем так, дополнительно, что ли, к этому, вот, к этой программе можно использовать программу «Разговор о правильном питании». К сожалению, питание современной школы не соответствует регламентируемым принципам здорового питания. Низкий уровень гигиенической грамотности родителей в вопросах адекватного питания детей и подростков не позволяет им привить привычки здорового питания своим детям в семьях, а зачастую, наоборот, приводит к формированию пагубных привычек и опасных пристрастий к питанию. Именно детский возраст является тем периодом, когда происходит основное развитие ребенка и формируется определенный образ жизни, включая и тип питания. Очень важно сформировать у детей культуру здоровья, культуру питания, включая навыки здоровьеформирования. Поэтому именно и в школах существуют эффективные возможности для обучения не отдельным навыкам и умениям, а освоению учащимися и родителями культуры питания, позволяющей каждому обучающемуся и взрослому развиваться в индивидуальном режиме от самопознания к здоровьеформированию, к общей культуре личности. Идеология обучения правильному питанию базируется на следующих идеях. Здоровье не абсолютная ценность, а инструмент для реализации актуальных ценностей. Представление о правильном питании, формируемом у подростков, определяется 5 основными законами, о чем говорили с вами в конце, перед обедом, да? То есть оно должно быть регулярным, разнообразным, должно соответствовать энерготратам человека, то есть адекватным должно быть, и должно быть безопасным, и получать, и доставлять удовольствие. При обучении правильному питанию, опять же, повторюсь, если кто не расслышал или кто не присутствовал в этот момент, не должно быть деления продуктов и блюд на вредные и полезные. Вместо этого у детей мы формируем представление о продуктах и блюдах, которые мы можем использовать ежедневно, то есть ежедневный рацион, блюдах и продуктах, которые мы можем употреблять в пищу не часто, то есть не часто или несколько раз в неделю, а также продукты, пища, которую следует включать в свой рацион очень редко или в небольших количествах. Какие, например, у нас блюда мы можем включать редко или в небольших количествах? Напишите, пожалуйста. Сейчас включу свет, а то у нас начинает темнеть. Коллеги, какие продукты мы можем отнести к нечастым продуктам? То есть что мы называем вредным детям, но называть вредным это мы не должны, детей не должны, как бы сказать, вводить в заблуждение, что ли, потому что раз продается это в магазинах и покупается, значит,
это не вредный продукт, а просто его надо употреблять в пищу не часто. Пишите, пожалуйста, в чате. Какие продукты вы считаете, что мы должны их употреблять очень редко? Или в небольших количествах, понемножку, допустим. Как я вам рассказывала, в Германии ребенку разрешается сладость, но одну в день. Да, правильно, чипсы, сухарики, сладости, это все у нас то, что мы называем вредно. Но оно не вредно, а просто их надо есть редко. Сухофрукты, нет, конечно, сухофрукты это полезный продукт, но его можно употреблять не в больших количествах, но не очень часто, но в небольших количествах, а не то, что редко там, да, конфеты, лимонад, это да, консервы, это да, все правильно. Так, еще кто-то подключится к нашей беседе? Так, ну, хорошо. В общем-то, как бы, я думаю, что это самые активные, что у нас остались, да? Хотя там участников в списке-то много. Ладно, еще одна идея программы, не будем долго задерживаться, потому что я хочу еще показать вам фильм. Еще одна идея программы – это ответственность человека за свое здоровье. Важно воспитать у детей понимание того, что человек сам ответственен за свое здоровье. Важно не только знать, как правильно, но и соблюдать эти правила. Культура питания – это часть общей культуры человека. Правильное питание рассматривается не как важный фактор, влияющий на здоровье человека, а как часть истории и культуры народа. Это позволит ребенку и подростку лучше осознать связь питания с повседневной жизнью. Воспринять его не как перечень каких-то внешних требований, а как ценный результат опыта жизни многих поколений. Поэтому при обучении правильному питанию большое внимание надо уделять знакомству с кулинарными традициями, обычаями народов, отражению кулинарной темы в произведениях искусства и так далее. И, наконец, формирование культуры питания у ребенка невозможно вне семейного контекста. Вряд ли можно рассчитывать на успех, если знания и навыки которые формируете вы в детском саду или в школе, не находят подкрепления за семейным столом. Формирование культуры здорового питания должно начинаться с самых первых этапов обучения ребенка. Еще начиная в дошкольном возрасте уже можно, то есть в старший дошкольный возраст, когда ребенок уже осознал себя. То есть с малышами мы, конечно же, не работаем в этом направлении, потому что у них еще нет такого осознания себя. Начиная с 6 лет ребенок уже осознает, кто он, что он уже личность, что он отдельный человек. И вот тогда можно начинать работать с детьми по формированию культуры здорового питания. Значит, системная работа по формированию культуры здорового питания включает 3 направления. Это, конечно же, первое, это сама непосредственно рациональная организация питания в школе, в школьной столовой, где все от внешнего вида школьной столовой до состава продуктов в школьном буфете должно соответствовать принципам здорового питания и способствовать формированию здорового образа жизни. Структура, режим, организация питания в образовательных организациях должны не только соответствовать всем гигиеническим требованиям, но и служить примером здорового питания. Второе направление – это реализация образовательных программ по формированию культуры здорового питания. При формировании культуры здорового питания наиболее эффективна вот эта именно комплексная и системная работа, когда постепенно формируются основы гигиены, режима питания, дается представление о полезных продуктах, полезной пище, о необходимых питательных веществах, о рациональной структуре питания, о культуре питания разных народов и так далее. То есть работа должна вестись комплексно и системно. И здесь нам, конечно же, поможет программа «Разговор о правильном питании», которой мы сегодня с вами знакомимся. Ее можно использовать, начиная с подготовительной группы детского сада, в начальной школе и в основной школе. Программа как раз и предусматривает различные формы организации занятий, которые наиболее эффективны в разном возрасте и предполагает тесное взаимодействие с родителями.
Отсюда вытекает третье направление, это и просветительская работа с родителями, законными представителями. Вовлечение родителей в процесс формирования культуры здорового питания в семье. Специальные исследования, которые проводились Институтом возрастной физиологии Российской академии образования, показали, что питание детей в семье, как правило, нерационально и не сбалансировано. Зачастую нарушен режим питания. Во многих семьях, даже живущих в сельской местности, в питании мало овощей, фруктов, молочных продуктов. Дети отдают предпочтение колбасным, кондитерским изделиям. Лишь из этих исследований выяснилось, что лишь 20% родителей знакомы с общими принципами организации здорового питания. И только сочетание всех вот этих направлений, которые вы видите, да, поможет создать и в школе, и в дома такую среду, в которой возможно формирование культуры здорового питания и здорового образа жизни. Исследования проводились компанией Nestlé российских детей. Компания Nestlé проводила исследования вместе с ведущими специалистами Федерального исследовательского центра питания и биотехнологии. Это бывшее НИИ питания. Оно провело анализ фактического питания более 30 тысяч детей в России. Результаты данного анализа выявили целый ряд нарушений в области питания детей. Это, конечно же, избыточное потребление жиров и насыщенных жиров. 90% детей, как говорится в этих исследованиях, превышают нормы потребления насыщенных жиров практически в 1,5 раза. А основными источниками насыщенных жиров являются мясные блюда, колбасы, выпечка. Здесь можно дать один совет. Чаще выбирайте нежирные сорта мяса и фарша, а также птицу без кожи готовьте и рыбу. Так можно снизить количество жиров в рационе ребенка. Следующая проблема – это избыточное потребление сахара. То есть около 70% детей превышают рекомендуемые нормы по потреблению сахара. Кроме того, средние показатели потребления сахара также превосходят нормы на 30–40%. Больше половины сахара дети получают из напитков. Сладкий чай, компот, кисели, лимонады. На втором месте стоят сладкая выпечка, на которую приходится около 13% от всего потребляемого сахара. Вклад шоколадных изделий составляет всего 6%. Ну, это исследования были недавно проведены, поэтому вот это на сегодняшний день вот таким образом находится. Здесь мы можем дать только один совет. Следите за количеством сладкого в рационе детей, особенно в напитках. Дневная норма сахаров из всех продуктов около 50 грамм, это примерно 10 чайных ложек. Отдавайте предпочтение несладким напиткам, это чай без сахара, вода. Еще одна проблема, которая как бы вот немножко насторожила исследователей, это избыточное потребление соли. Кажется, что здесь сложного, да? Но уже в возрасте 3–7 лет около 50% детей потребляют в сутки больше соли, чем рекомендовано ВОЗ для взрослого населения. 5 грамм. То есть 50% детей более 5 грамм употребляют соль. А 5 грамм – это для взрослого населения. Что является основным источником соли? Это, конечно же, в детском рационе, это хлеб, на который приходится около 17% потребляемой соли. Даже хлеб, который нам кажется не соленым, на самом деле содержит довольно много соли, которая добавляется для более яркого вкуса хлеба и для его текстуры. На втором месте среди источников соли находятся супы. Кажется странным, да, но это так, около 14%. На третьем колбасные изделия 8%. Хотя кажется, что в колбасных изделиях должно быть больше соли, но вот исследования говорят об этом. К сожалению, количество сосисок и бутербродов с колбасой в детском рационе гораздо выше, чем хотелось бы. Причем это количество с возрастом только возрастает. Поэтому здесь у нас
они дают такой совет. Следить за количеством соли в рационе детей. Солить блюдо в конце готовки и не пересаливать. Еще одна проблема – это потребление молочных продуктов. Как и в других странах, в России потребляют недостаточное количество молочных продуктов. Это в первую очередь ведет к дефициту кальция, который особенно необходим детям и подросткам в период активного роста. Важно отметить, что с возрастом количество молочных продуктов в рационе детей только падает. То есть чем старше дети, тем меньше они употребляют молочных продуктов. В общем-то, здесь вот такой совет дается. Следуйте правилу, такому правилу: 3 порции молочных продуктов в день. Что такое порция молочных продуктов? Это стакан молока, например, кусочек сыра, баночка йогурта или что-то другое, допустим, порция творога, кусочек сыра и стакан кефира и так далее. В общем, 3 порции молочных продуктов в день. И еще одна проблема, которая выявилась, это недостаточное потребление овощей и фруктов. Да, к сожалению, это так и есть. Дети не очень любят овощи и фрукты. Редкие дети, которые едят фрукты. Овощи и фрукты являются одной из основных продуктовых групп и должны присутствовать в рационе детей в количестве 5 порций в день. Это примерно 400 грамм. Скажете, много? Да, конечно, много. К сожалению, результаты исследования показывают, что далеко не все дети употребляют овощи и фрукты ежедневно, а потребление овощей составляет только половину рекомендуемой нормы. Но овощи и фрукты в рацион детей необходимо включать ежедневно. И чем больше, тем лучше. Вот это были исследования по питанию наших детей, школьников, младших школьников. Департаментом государственной политики в сфере общего образования Министерства образования и науки Российской Федерации еще в декабре 2013 года, вот я вам покажу, были направлены такие вот методические рекомендации по разработке программы курса по формированию культуры здорового питания обучающихся, в которых уточняется, что программа курса по формированию культуры здорового питания обучающихся может быть использована при разработке следующих основных программ, предусмотренных ФГОС. То есть программа разговора о правильном питании может быть использована при реализации программы формирования экологической культуры здорового безопасного образа жизни для обучающихся уровня начального образования. Программа разговора о правильном питании может реализовываться как программа воспитания и социализации обучающихся на уровне основного общего образования. Ну и программа воспитания и социализации обучающихся на уровне среднего общего образования. Ну, тут, конечно, можно только элементы брать, но в любом случае использовать можно. В программе курса по формированию культуры здорового питания обучающихся должны быть отражены теоретические и практические основы современных представлений о культуре здорового питания с учетом взаимосвязи между характером питания, технологией производства пищевых продуктов и здоровьем человека. Педагоги, психологи, социальные работники, которые реализуют образовательные программы формирования культуры здорового питания, должны знать основы современной государственной политики в сфере питания, федеральные законы, региональные нормативные акты, санпины, регулирующие деятельность в сфере питания, и основы, конечно же, возрастной физиологии и гигиены. Сформированная культура какого-либо действия, например, общения, самообучения, гигиены, труда, отдыха, сна и так далее, предполагает наличие у человека компетенций, понимаемых как совокупность знаний, умений, навыков, опирающихся на опыт, что позволяет решать задачи в необходимой области. Современный компетентностный подход может помочь структурировать известную информацию по теме здорового питания по 3 большим блокам – личностному, предметному, метапредметному и предметному. Личностный блок может включать в себя самоопределение, морально-этическую ориентацию личности, нравственную оценку своих поступков и поступков других людей. К метапредметному блоку можно отнести 3 аспекта универсальных учебных действий. Это регулятивные, коммуникативные, познавательные.
В широком значении универсальные учебные действия понимаются как умение ребенка учиться или как способность учащегося к саморазвитию и самосовершенствованию путем сознательного и активного присвоения нового социального опыта. В более узком значении УУД понимается как совокупность способов действий учащегося, а также связанных с ними навыков учебной работы, обеспечивающих его способность к самостоятельному усвоению новых знаний, умений, включая организацию этого процесса. В регулятивные ООД включаются действия, которые обеспечивают целеполагание, ориентацию, план, действие, контроль, а также элементы волевой саморегуляции. В познавательной ООД выделяется умение структурировать знания, выбирать наиболее подходящие эффективные способы решения задач и так далее, что требует самостоятельной активизации познавательных процессов. Это внимание, мышление, память, воображение, восприятие, речь, воля и так далее. Коммуникативные ООД входят в действия, обеспечивающие социальную компетентность и учет позиций других людей, которые вокруг ребенка. Предметный блок включает в себя основные системы научных знаний универсальных учебных действий. Рассмотрим проблему обретения культуры питания через компетентностный подход. Здесь наблюдается ряд противоречий, требующих своего разрешения через психолого-педагогические методы. Так, в предметном блоке, несмотря на большое количество материала по культуре питания, эта информация не структурирована в должной мере. Ведь питание напрямую никогда не являлось предметом обучения. В изданных материалах упор, как правило, делается на медицинский аспект. Количество белков, углеводов, жиров и так далее. А педагогические или психологические аспекты представлены фрагментарно. Учителю для формирования культуры питания этих знаний недостаточно. Обилие материала, который может стать учебным, требует конкретного концептуального обоснования. Когда речь идет о формировании культуры питания, то педагог справедливо полагает, что у ребенка необходимо сформировать привычку к полноценному здоровому питанию, но эту привычку сложно формировать. В чем основное противоречие? Основное противоречие в наличии или отсутствии волевого импульса личности в направлении осуществления какого-либо выбора. Яблоко или пирожок? Вот стоит ребенок перед выбором. С психологической точки зрения выработка ценных полезных привычек является делом достаточно сложным, потому что смена поведенческих навыков происходит только после обретения человеком новых ценностей и отказа от ранее привитых ценностей. К тому же, ранее привитые ценности по большому счету являются малоосознаваемыми, так как формируются на самом раннем возрасте человека. Национальные традиции, семейные привычки, индивидуально закрепившиеся предпочтения в еде – все это к моменту поступления ребенка в школу уже сформировано. И теперь, чтобы добиться нужных результатов, его нужно не учить, а переучивать. А это, в свою очередь, разные задачи. В метапредметном блоке противоречия можно выделить по всем видам универсальных учебных действий. Так, в познавательных ООД противоречие связано с идеей о том, что питание – это действие. Любое действие может быть осознанным и неосознанным. Неосознанное действие совершается по умолчанию, оно автоматическое. Автоматическое действие может приносить как пользу, так и вред. Например, мы сначала вырабатываем у ребенка привычку все есть с хлебом, а потом, когда ему нужно сбросить вес, заставляем его сесть на диету и так далее. Мы этот автоматизм пытаемся прервать, потому что он наносит вред организму. Осознанное действие подразумевает выбор, а выбор предполагает, в свою очередь, включение мышления, постановку и анализ проблемы, предполагаемое решение, просчет последствий и так далее. То есть умственные действия. Достаточно странно, что вопрос съесть, не съесть пирожок или предпочесть ему яблоко требует тех же аналитико-синтетических операций, что и решение задач по математике. Но это именно так. Поэтому само противоречие, на наш взгляд, заключается в том, что ребенок не владеет достаточными умениями и навыками по самостоятельному решению проблем. Поэтому важно снабдить ребенка алгоритмами решения различных проблем, научить методам рефлексии информации, а также активизации познавательных процессов, то есть
неустанно помогать ему в развитии логического мышления. При этом понятно, что только на тематике употребления вкусной и здоровой пищи этот вид мышления не разовьется. Ну, понятно, конечно же, да. Противоречия в регулятивных УД. Они вытекают из того факта, что нельзя быть осознанным человеком в плане принятия пищи, но не понимать, когда нужно спать или вставать. Ведь питание является одним из факторов поддержания жизни человека. Для поддержания жизни ему также необходимо спать и двигаться. Если говорить об этой проблеме в терминах развития интеллекта, то необходимо в этом случае развивать физический интеллект. Все мероприятия, связанные с пробуждением тела, будут уместны для данного направления работы. В коммуникативных УОД противоречия тесно связаны с предыдущим. Речь идет о принятии пищи на фоне негативного эмоционального состояния, которое человек не отслеживает, так же, как и телесные реакции. Нужно помнить, что ребенок в школе во время еды находится среди людей, одноклассников, других разновозрастных школьников, взрослых и так далее. Поэтому ему необходимо на уровне компетенций обучить поведению за столом, пониманию и соблюдению традиций данного учреждения, с тем, чтобы этикет не был просто формальной нормой поведения, а базировался на усвоенных принципах человеческого общежития. Каждое из противоречий требует своего решения, которое осуществляется через психолого-педагогические методы и приемы. В идеале требуется такая разработка учебного материала, чтобы его можно было вписать в урочную, внеурочную, внеклассную форму деятельности. Попробуем обобщить все вышесказанного. Для этого вот сведем в одну таблицу все виды компетенций, интеллекта, задачи, которые предстоит решать учителю при формировании культуры питания, а также конкретные методы, которые можно использовать. Так, вот предметные компетенции. Какие виды интеллекта здесь у нас задействованы и должны мы развивать? Это духовный интеллект, логический интеллект, физический интеллект, эмоциональный интеллект. Какие задачи педагог преследует при формировании культуры питания, используя компетенцию предметную? Это знакомство с доступными материалами по теме культуры питания, овладение концепцией самосбережения здоровья. И какие методы? Это в основном контент-анализ материала по теме питания. Личностные компетенции. Что здесь у нас? Какой интеллект мы здесь развиваем? Мы здесь развиваем духовный интеллект. И задача педагога в решении этого вопроса – это осознание и принятие новых, сберегающих ценностей в системе питания. Здесь у нас действенные методы – это убеждение, личный пример, создание субъективно значимого опыта у ребенка. Метапредметные компетенции. Возьмем сначала познавательные УОД. При познавательных УОД мы развиваем у детей логический интеллект. Логический, то есть учим его пользоваться интеллектом как для познания темы. Обучение способом решения проблем. Задача педагога – это обучение способом решения проблем и осуществление выбора в пользу здорового питания. Какие здесь основные методы работы? Это рефлексия, активизация познавательных процессов, внимание, память, мышление, восприятие, воображение, речь, воля. Ну и, конечно же, решение проблемы. Регулятивные ОД. Здесь мы развиваем у ребенка физический интеллект. И задача педагога – помочь ребенку в осознании его пищевых потребностей и выстраивании режима дня. Основные методы, которые мы здесь используем, это саморегуляция тела, дыхание, образы. И третий у нас коммуникативный ОД. Здесь мы опять используем эмоциональный интеллект. Задача педагога – помочь ребенку в понимании своего психоэмоционального состояния, саморефлексия, методы какие, нейтрализация конфликта, этикет за столом. И таким образом, требованиями к результатам работы по формированию культуры здорового питания в образовательных учреждениях являются личностные – это формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, на использование здорового питания, формирование знаний о негативных факторах риска здоровья. Метапредметные – это овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями. Предметные требования – это осознание целостности окружающего мира
освоение норм здоровосберегающего поведения, основ культуры питания, приобретение и совершенствование навыков самообслуживания. С учетом специфики работы по формированию культуры здорового питания в образовательном учреждении, предметом итоговой оценки должно быть достижение метапредметных и предметных результатов. Достижение личностных результатов, конечно же, итоговой оценке не подлежит. Примером модульной образовательной программы по формированию культуры здорового питания служит образовательная программа «Разговор о правильном питании». Программа – это важный компонент формирования культуры здоровья. Пищевые привычки формируются у нас с детства. У взрослого человека их очень сложно изменить. Поэтому так важно формировать у детей правильное пищевое поведение. Программа «Разговор о правильном питании» была разработана в Институте возрастной физиологии Российской академии образования, и руководитель авторского коллектива – это директор института, академик Российской академии образования Российской Федерации Марьяна Михайловна Безруких. Консультационную поддержку программе оказывает учреждение Российской академии медицинских наук, Федеральный исследовательский центр питания и биотехнологий. Инициатор разработки и спонсор, то есть компания Nestlé России. То есть 20 лет назад в Институт возрастной физиологии обратилась компания Nestlé России, которая инициирует программы по здоровью, программы здоровья детей во всех странах с предложением разработать программу, которая бы учила детей правильно питаться. Марьяна Михайловна со своими коллегами разработали эту программу, и вот она уже более 20 лет реализуется в Российской Федерации. Внедряется программа в образовательной организации при поддержке Министерства просвещения Российской Федерации. К настоящему времени программа работает в большинстве регионов Российской Федерации. 60 регионов-участников у нас насчитывается. Она реализуется с 1999 года уже. В прошлом году программе исполнилось 20 лет. И ежегодно в этой программе принимает участие более 1 миллиона детей и подростков. За 20 лет в программе приняли участие более 8 миллионов детей. Ну, то есть там дети уже которые отучились, уже ушли, и другие пришли, да? Программа «Разговор о правильном питании» является частью глобального проекта Nestlé «Здоровые дети», направленного на продвижение идей здорового образа жизни среди подрастающего поколения. В настоящее время в этом проекте принимает участие 84 страны. То есть Nestlé продвигает эту программу «Свои здоровые дети», и уже 84 страны работают по этой программе. У нас она называется, Марья Михайловна со своими коллегами, Марьяна Михайловна Безруких со своими коллегами назвали ее «Разговор о правильном питании». И вот она уже работает более 20 лет в России, и эта программа признана одним из лучших проектов в мире. То есть на самом деле программа очень хорошая. В 2015 году Республика Коми подключилась к реализации этой программы. И уже более 8 тысяч учащихся республики охвачены программой «Разговор о правильном питании». Конечно же, очень хочется, чтобы больше детей включалось и больше педагогов включалось в эту программу, потому что на самом деле программа очень хорошая и интересная. Педагоги, которые работают и участвуют уже не один год, несколько лет, они всегда очень тепло отзываются об этой программе и говорят, что детям очень нравится. Программа «Разговор о правильном питании» – это важный компонент формирования культуры здоровья. Я уже говорила выше, не знаю, кто услышал, кто нет, пищевые привычки формируются с детства до 13 лет. У взрослого человека их очень сложно изменить. Поэтому так важно формировать у детей с младшего возраста правильное пищевое поведение. До 13 лет формируются привычки, поэтому эта программа рассчитана на младших школьников.
Понимание младшими школьниками важности правильного питания может стать эффективным способом профилактики и предупреждения неинфекционных заболеваний желудочно-кишечного тракта, развития различных соматических заболеваний. Основной целью программ разговора о правильном питании является формирование обучающихся культур здорового образа жизни с выделением главного его компонента культуры питания. Задачи, которые решаются в процессе реализации программы, это формирование и развитие представлений о обучающихся здоровью как одной из важнейших человеческих ценностей. Задача формирования готовности обучающихся заботиться и укреплять собственное здоровье. У детей формируется знание о правилах рационального питания. Также задача этой программы – это профилактика поведенческих рисков здоровья, связанных с неправильным питанием. Задача освоения практических навыков рационального питания. Это все мы должны как бы ставить перед собой задачи, когда мы будем обучать детей культуре правильного питания. Информирование обучающихся о национальных традициях, связанных с питанием. Формирование чувства уважения к культуре своего народа и культуре и традициям других народов. Развитие творческих способностей и кругозора обучающихся, их интересов и познавательной деятельности. Предоставление возможностей для эффективной самостоятельной работы и просвещение родителей в вопросах организации рационального питания детей и подростков. Без родителей мы никак не сможем сформировать у детей знания о правильном питании. Для каждой... переходим к следующему слайду. Программно-методическое обеспечение программы. Программа состоит из 3 модулей. Вот вы видите на слайде, да, значит, это у нас первая часть это для детей 6-8 лет, вторая часть для детей 8-10 лет, 10 лет, третья часть у нас для детей 11-13 лет. Для каждой из этих частей подготовлен учебно-методический комплект, который включает в себя яркие красочные тетради, рабочие для учащихся, методические пособия для педагогов, плакаты, а также лифлеты для родителей. Учебно-методический комплект разговора о правильном питании включает, вот, смотрите, рабочие тетради 3, раз, два, три, 3 рабочие тетради для учащихся. Вот, первое, это, значит, разговор о здоровом и правильном питании для детей 6-8 лет. Там 15 тем. Эта часть может реализоваться с подготовительной группы детского сада, 1-2 класс, по 7 занятий по 7 занятий на каждый класс, либо в дошкольном возрасте, то есть всего 15 тем. Вторая часть – это 2 недели лагеря здоровья для детей 9-10 лет, включает в себя 14 тем. И третья часть – это формула правильного питания, она предназначена уже для подростков 11-13 лет, включает в себя 12 тем. Также есть методическое пособие для педагогов. Сейчас я вам покажу. Так, сейчас я вам покажу тетради вживую. Ну, кто-то уже видел, кто-то уже знает эти тетради. Вот у нас тетрадь разговор о правильном питании. Очень такая красивая, красочная, с наклейками внутри. Вот наклеечки внутри. Дети могут использовать и наклеивать тогда. Дальше недели в лагере здоровья, то же самое все. И для подростков формула правильного питания. Так, и дальше у нас, значит, методические пособия для педагогов. Так, вот у нас разговор о здоровом и правильном питании. Методическое пособие для педагогов. 2 недели лагеря здоровья. Это методические пособия, которые к нам поступают, и мы можем их выдать. И формула правильного питания – это на сайте. Ниже я расскажу, как на этот сайт заходить и как скачивать это пособие, кто будет работать по этой части. Дальше.
буклеты для родителей. Вот такие буклеты для родителей. Плакаты. Плакаты я не могу вам показать, они очень большие. Дальше листовочки для коллег, ну, то есть для педагогов листовочки, где вы знакомитесь, как работать с этой программой. И для родителей листовочки. Листовочки для родителей, которые вы выдаете родителям, чтобы они тоже могли участвовать в этой программе. Так, также, кроме этого, входит мультимедийный диск, мультимедийное приложение. Вот там вы видите, где формула правильного питания, там кружочек. Это мультимедийный диск, который можно скачать, опять же, на сайте. В этих прилагаемых пособиях дано примерное планирование занятий. Определены цели каждого занятия, научно-методическое обоснование, информационная справка по теме, а также возможные формы проведения занятия, интересные сведения по темам, которые могут быть детям сообщены на занятиях. Поэтому методические рекомендации, методические пособия вот такие, если у вас, ну, как бы, если вам недостаточно их, у нас их немного, поэтому если вам не достанется, то можно их тоже скачать на сайте. Которые, вот эти пособия помогут вам сделать свою программу, конкретно вашу. Так, дальше пошли. Где может быть реализована программа? Программа может быть реализована в любых образовательных организациях, в общеобразовательных школах, детских садах, лицеях, гимназиях, интернатах, специальных коррекционных учреждениях, учреждениях дополнительного образования, то есть в всяких детских центрах, детского творчества, студиях и так далее. Для реализации этой программы никакого дополнительного ресурса не требуется. Ее может реализовать любой педагог, либо воспитатель. Не требуется никакого временного дополнительного ресурса. Программа может быть реализована как во внеклассной работе, классные часы, конкурсы, праздники и так далее. Использоваться для проведения факультативов, спецкурсов, связанных с формированием здорового образа жизни, а также может интегрироваться в содержание базовых учебных курсов, например, математика, русский язык, чтение, окружающий мир и так далее. Самая, конечно, эффективная форма реализации программы по формированию культуры здоровья, культуры питания обучающихся – это комплексная. Потому что, когда вы ее используете комплексно, у вас больше возможностей закреплять все, что вы даете детям. Значит, это значит сочетание интегрированного урока, например, неклассного мероприятия, классного часа с выходом на социально значимую совместную деятельность, например, проект, и просветительская работа с родителями. Содержание программы базируется на российских кулинарных традициях и учитывает различный уровень дохода в семьях учащихся. Родители – это активные участники реализации программы. Без родителей нам очень сложно сформировать то, что мы хотим. Программа предполагает активное включение родителей в работу. Как я уже говорила, что проводились исследования, и только 20% пап и мам знакомы с основными принципами организации здорового питания детей. Но несмотря на то, что многие родители сталкиваются с проблемами в организации питания детей, например, нежелание ребенка завтракать перед школой, и есть горячий завтрак, там, кашу, есть привычка у детей есть сухомятку, нежелание есть супы. Далеко не все родители считают необходимым рассказывать детям о важности правильного питания. Поэтому, дорогие коллеги, непосредственная работа по программе непосредственной работе по программе должна предшествовать работа с родителями. Вы можете собрать классные собрания, на классном собрании провести беседу с родителями о том, что вы хотите реализовать такую программу, познакомить с целями, задачами, тематикой этой программы. И основная задача вас, педагогов, это, конечно же, сделать родителей своими союзниками, потому что с ними вам будет намного проще реализовывать эту программу. Обучение школьников по программе, обучение детей по программе строится на основе конкретных процессов преобразования, использования материалов, информации, объектов природно-социальной среды.
в соответствии с использованием форм и методов обучения, психологических особенностей детей. Обучение по программе носит интерактивный характер и представляет собой такую своеобразную систему игровых заданий, там, где дети выполняют эти игровые задания и решают определенные задачи, конкурсов, праздников, которые помогают детям легко и эффективно осваивать секреты правильного питания. Дети в процессе работы по программе узнают об основных питательных веществах, полезных продуктах, основах составления рациона питания, правилах гигиены, учатся сервировать стол, соблюдать правила этикета и так далее. Основные принципы программы, которыми руководствуется разговор о правильном питании, это прежде всего, конечно, возрастная адекватность, формы, методы, которые используются, формы и методы обучения, которые используются в программе, они соответствуют психологическим особенностям детей младшего школьного возраста, среднего школьного возраста. Второй принцип – научная обоснованность. Содержание учебно-методического комплекта базируется на данных исследований в области возрастной физиологии, гигиены, питания, педагогики. Третий принцип – практическая целесообразность. Содержание УМК отражает наиболее актуальные проблемы, связанные с формированием у детей навыков здорового образа жизни, организации питания детей младшего, среднего и старшего возраста. Третий принцип – это необходимость и достаточность предоставленной информации. Учащимся предоставляется только тот объем информации, касающийся здорового питания, которым они реально могут воспользоваться в жизни и который имеет для них практическую значимость. Модульность структуры. УМК может быть реализован на базе традиционных образовательных учреждений, в факультативной работе, при включении в базовый учебный план, во внеклассной работе. Следующий принцип – вовлеченность родителей в реализацию программы. К выполнению отдельных заданий привлекаются члены семьи ребенка. Следующий принцип – культурологическая сообразность. В содержании УМК учитываются исторически сложившиеся традиции питания, которые являются отражением культуры народов разных климатических зон, скажем так, да? Социально-экономическая адекватность. Предполагаемые формы реализации программы не требуют использования каких-то материальных средств, а рекомендации, которые даются в программе, доступны для реализации в любой семье учащихся. Использование комплекта разговора о правильном питании направлено на достижение следующих результатов. Знания, которые получат дети, позволят им ориентироваться в ассортименте наиболее типичных продуктов питания. И дети научатся сознательно выбирать наиболее полезные. Дети научатся оценивать себя, свой рацион, режим питания, режим дня с точки зрения соответствия требованиям здорового образа жизни. Дети смогут планировать свой режим дня, учитывать важность физической активности, научатся понимать соблюдение гигиенических правил и норм. Дети получат знания и навыки, которые связаны с этикетом в области питания. Реализация программы определяется ее модульным характером. Мы об этом уже говорили, да? Что предполагает, что вариативность, во-первых, при выборе площадки для реализации. Я уже говорила, да, где может реализовываться в любом образовательном учреждении. Дальше вариативность способов реализации, то есть, опять же, это все вам уже проговорила, и просто сейчас как бы резюмирую, да. Модули программы могут использоваться внеурочная работа, факультативы, уроки базовые. Часть материала может использоваться на уроках технологии, физической культуры, истории, литературы, русского, иностранного языков, математики, географии, музыки, изобразительного искусства, то есть в любом базовом курсе учебным предметом. Еще один вариант – это комбинирование. При этом часть тем включается в внеклассную работу, а часть материала рассматривается в ходе урока. Реализация программы может также осуществляться за счет регионального компонента учебного плана, курсов, которые направлены на формирование у детей, подростков здорового образа жизни. А выбор конкретного варианта всегда остается за педагогом.
То есть вы сами решаете, каким образом вы будете ее реализовывать. Здесь никто вам не, как говорится, не указ. Как вы выберете реализовывать программу, так вы и будете ее реализовывать. И еще один вариант, один момент – это свободный выбор сроков реализации как каждой темы, так и программы целиком. То есть сроки реализации программы определяются самими педагогами с учетом важности каждой темы для детской аудитории, заинтересованности детей и так далее. Например, какая-то тема заинтересовала детей, вы видите, что она интересует, и вы можете ей уделить больше времени. И либо по возрасту вы понимаете, что эта тема детям еще рановато, как бы сильно в нее углубляться, поэтому вы ее прошли и до следующего уровня оставили. А какие-то темы, может быть, вы считаете, что их надо больше развить и больше времени дать на рассматривание этой темы. То есть это все остается за педагогом. Как он решит, так и будет реализовывать эту программу. Здесь конкретно, как в образовательных циклах, конкретных никаких таких правил не существует. Как программа предполагает использование разнообразных форм проведения занятий в зависимости от возраста и возможностей детей. Например, дети, которые еще не читают, вместо чтения можно с ними по ролям выучить рассказ по картинкам, иллюстрациям и разыгрывать сказки, сценки. В качестве организации занятий педагогу могут быть рекомендованы следующие формы. Это сюжетно-ролевые игры, темы там указаны, темы вы увидите в тетрадях, когда получите их. Чтение по ролям, рассказ по картинкам, выполнение самостоятельных занятий, игры по правилам, мини-проекты, совместная работа с родителями и так далее. Методы реализации программы тоже могут быть разные. Поскольку игра является ведущей деятельностью для дошкольников и во многом остается актуальным в младшем школьном возрасте, то в основе организации обучения по программе, конечно же, должны лежать игровые методы. Также основными методами обучения являются использование методик, связанных с самооценкой, самоконтролем, репродуктивный метод, проблемный, исследовательский, частично поисковый, например, творческие задания, режим для моей семьи, чем тебя накормит лес и так далее. Объяснительный, иллюстративный и практический. Поскольку используемые формы и методы реализации программы носят игровой характер, это позволяет наиболее активно включать детей в процесс обучения, стимулирует их активное присвоение им предъявляемых ценностных нормативов и навыков. Задания, которые предлагаются в тетрадях, ориентированы на творческую работу ребенка, самостоятельно или в коллективе. Для того, чтобы занятия были не только интересными, но и эффективными, следует строить их так, чтобы максимально учитывались возрастные особенности и возможности ребенка. При этом обучение строится как игра, позволяющая проявить ребятам свою активность. Начинать работу по программе, конечно же, надо начинать с первой части – разговор о правильном питании. Разговор о правильном и здоровом правильном питании. Вот с этой части мы начинаем работать. Что из себя представляет первый модуль «Разговор о здоровом и правильном питании»? Это модуль предназначен для детей 1-2 класса. Может использоваться при работе со старшими дошкольниками, а также в различных типах коррекционных школ для более старших воспитанников. Цель данного курса – это формирование у детей представления о необходимости заботы о своем здоровье и, в первую очередь, о важности правильного питания, как составной части сохранения и укрепления здоровья. Почему формирование основ правильного питания предполагается именно в младшем возрасте, дошкольном и младшем школьном возрасте? Потому что старший дошкольный и младший школьный возраст – это сенситивный период. Последствия неправильного питания могут быть скорректированы в этом возрасте. В этом возрасте высокая потребность в энергии. Соотношение белков, жиров, углеводов – это 1:1:5. То есть одна часть белков, одна жиров и углеводов 5. Важность в этом возрасте очень важна регулярность питания. Завтраки важны очень. Чувствительность тяжелой для переваривания пищи, напряжение желудочно-кишечного тракта – это в этом возрасте недопустимо.
В этом возрасте высокая чувствительность к новым видам продуктов. Часто возникают аллергические реакции. Поэтому в этом возрасте начинаем, поэтому мы так рано и начинаем, как бы, может быть, кажется рано, но тетрадки, они очень адаптированы для малышей. Материал первой части представлен 15 темами. Вот вы темы эти видите, мы на них останавливаться не будем. Они есть все в тетрадках. Вот в тетради вы откроете ее, и в конце все темы в тетради представлены. Вот. Дальше. В конце вот такие у нас в тетрадках темы, где дети работают вот таким образом, да, заполняют эти таблички и так далее. Вот вы так работаете с ними. Угу. Вот разные темы. Вот. Так, и в конце этой тетради есть, сейчас я вам покажу, вот есть такой дневник, где практика показывает, что заполнение дневника способствует не только закреплению навыков гигиены, но и развитию самооценки, что также не менее важно. Вот они здесь заполняют то, что они проходят. Содержание всех тем представлено небольшим по объему текстом с красочными иллюстрациями. Вот, допустим, тема «Если хочешь быть здоров». Вот небольшой текст, и потом задания, всевозможные задания идут. Вот такие все красочные иллюстрации, задания, диалоги и так далее. Так, и еще хочется сказать, что тетради, что первая, что вторая, что третья часть рабочей тетради для детей – это подарок компании Nestlé детям. Поэтому обязательное условие реализации программы то, что тетрадь остается в семье ребенка после окончания обучения. То есть дети активно там работают, наклейки наклеивают, рисуют, раскрашивают, пишут, и после обучения остается у детей. Если к вам приходит другой класс, вы получаете новые тетради на каждого ребенка. Делайте заявку нам, и мы вам предоставляем тетради совершенно бесплатно. Потому что очень часто бывает так, что прослушали семинар, я на семинаре говорю, что тетради бесплатно, а потом начинают писать, а как получить тетради и сколько это будет стоить. Еще раз повторяю, что тетради бесплатно. Кто понял меня, поставьте крестики. Что тетради выдаются бесплатно, и методические пособия тоже бесплатно. Вся полиграфическая продукция, которую вы получите, она выдается совершенно бесплатно. Всем все понятно, молодцы, крестики поставили. Я очень рада, что вы понимаете. Чтобы не было потом вопросов, сколько будет стоить вторая часть. Вторая часть тоже будет бесплатно стоить, и третья часть будет бесплатно стоить. Так, все понятно, да? Так, при реализации первой части программы педагогу следует учитывать следующее, что содержание программы, наличие сквозной сюжетной линии делает нецелесообразным искусственно растягивать сроки ее реализации. Как показывает опыт работы, оптимальными являются еженедельные занятия. Либо еженедельное занятие, что составляет 1,5–2 месяца, либо один раз в месяц, либо один раз в неделю, и побыстрее вы заканчиваете, либо один раз в месяц и растягиваете на весь учебный год. Не следует усложнять содержание тем, которые представлены в рабочих тетрадях за счет каких-то информационных материалов, которые приведены в методическом пособии для педагогов. Дальше нецелесообразно знакомить ребенка с информацией, которая носит частично детализированный характер. Например, не надо перегружать ребенка информацией о том, какие витамины и микроэлементы в конкретных продуктах питания. Детям это совершенно не нужно знать. То есть они услышат и забудут, потому что эта информация, она как бы в этом возрасте совершенно им не нужна, что ли, как бы так скажем, да? Дальше следующая часть – это 2 недели в лагере здоровья.
Это уже более старшие ребятки у нас, они для 9-10 лет уже идут. И, то есть, допустим, в 3-4 классе можете ее реализовывать. Она также точно так же состоит из тетрадки и методического пособия для педагога. Целью данного курса является формирование у детей основ культуры питания как составляющей здорового образа жизни. Содержание данного модуля опирается на те же принципы, формы реализации те же, что в первой части программы, и она является логическим продолжением первого модуля. То есть вы сначала проходите первый модуль разговор о правильном питании, и потом переходите ко второму, 2 недели в лагере здоровья. Почему в подростковом возрасте остается актуально формирование основ правильного питания? Ну, потому что происходят физиологические, физические перестройки у подростков, увеличивается масса мышечной и костной ткани на 15 килограмм, жировой ткани на 3-5 килограмм. Важность полноценного рациона питания остается актуальной, потому что в этом возрасте также детям необходимо достаточное количество белков, кальция, витаминов, железа и так далее. И в этом возрасте у детей очень высокие энерготраты, поэтому такое значение имеет важность регулярного питания. И важно очень в присутствии в рационе питания продуктов, которые богаты клетчаткой. В этом же возрасте возникает риск нарушения пищевого поведения. Первые звоночки в этом возрасте возникают, когда у детей начинает изводить себя, то есть дети встречаются уже в этом возрасте с булимией, анорексией. Так, и этот модуль также включает 14 тем. Они тоже есть в тетради, поэтому я сейчас перечитать их не буду. В конце тетради также есть дневник физического здоровья, вот, где ребенок заполняет, анализирует свой режим дня. Вот он заполняется и анализирует. И вы можете потом понять, что ребенок, допустим, ребенок заполняет, сколько чего он когда ел, и в конце можно сделать вывод, правильно он, все ли он получал в течение недели или что-то он недополучил. Так, в процессе обучения во второй части программы учащиеся знакомятся с народными традициями, связанными с питанием и здоровьем, с правилами питания, направленными на сохранение и укрепление здоровья, с правилами этикета, связанными с питанием, осознанием того, что навыки этикета являются неотъемлемой частью общей культуры личности. Они овладевают навыками правильного питания как составной части здорового питания. Для достижения эффективности воспитания культуры здоровья важным условием является несколько идей. То есть какие идеи я хочу вам донести. Подростку должно быть понятно, зачем ему надо учиться быть здоровым. То есть мы должны так детям преподавать, чтобы они понимали, для чего надо быть здоровым. Подростку должно быть интересно учиться быть здоровым. И у подростка должна быть возможность применить полученные знания в повседневной жизни, чтобы то, что вы ему даете, он мог применить их, придя домой. Так, задачи данного модуля – это формировать у детей умение оценивать продукты и блюда с точки зрения их полезности для здоровья. В ситуации выбора отдавать предпочтение наиболее полезным продуктам и блюдам. У детей в этом возрасте формируем готовность ограничивать себя в использовании определенной категории продуктов. Это, например, фастфуды, сладости. Мы в этой части как раз этому детей обучаются, во второй части. Дети осваивают кулинарные навыки и умения, осваивают навыки безопасного поведения на кухне, осваивают навыки безопасного и рационального поведения, связанного с питанием вне дома. То есть как не отравиться, допустим, где-то в кафе, в столовой, которая вне дома находится. Формируем в этом же модуле мы формируем у детей основы потребительской культуры, то есть учим правильно покупать продукты питания. Развиваем умения и навыки, связанные с этикетом в области питания. Так, и последний модуль, третий модуль, это модуль формула правильного питания. Это уже для детей 5-6 классов.
но можно начинать их и в 4 классе. Некоторые педагоги, которые у нас уже работают, они берут с первого класса, начинали вести разговор о правильном питании, потом они там где-то в Винделе лагере здоровья перешли, когда закончили, и в 4 классе они уже это прошли, потому что зачастую, когда дети переходят в 5 класс, преемственность нарушается. И чтобы это не нарушилось, некоторые педагоги у нас есть такие, которые забирают все 3 части и все 3 части реализуют в начальных классах. Ну, лучше, конечно, когда дети уже более постарше, 5-6 класс, но как получится у вас. Если у нас есть там завучи, то они могут как бы кого-то из педагогов в 5-6 классе, скажем так, заразить этой программой, и они, может быть, тоже будут реализовывать ее. Так, в учебно-методический комплект данного модуля входит мультимедийный диск, я уже говорила, там, да, блокнот, и пособие для педагога тоже. Так, новая информация, которая предоставляется учащимся по этому модулю, она направлена на развитие и углубление уже ранее изученного материала, который они изучили по тем 2 модулям разговора о правильном питании, 2 недели лагеря здоровья. Ну, понятно, что работа программы в средней школе уже требует там определенных изменений в организации воспитательной работы. То есть надо уже находить новые подходы и методы. Дети становятся старше, самостоятельные, они активно осваивают окружающий мир, получают много информации новой. Поэтому изучение формулы правильного питания уже базируется на более такой самостоятельной творческой работе подростков, которая дает им возможность проявить себя, найти для себя наиболее интересные и полезные знания. Используя рабочую тетрадь, школьники самостоятельно выстраивают свою формулу правильного питания, которая помогает им сохранить и укрепить здоровье. Основные методики формирования основ культуры питания в этом старшем подростковом возрасте – это, конечно же, использование методик, основанных на самостоятельной деятельности, возможности самостоятельно оценить себя. Методики сверстник к сверстнику, когда сверстник может рассказать своему сверстнику. Привлечение значимых других. Например, вы кого-то приглашаете из компетентных людей в области питания. В средней школе возрастает учебная нагрузка и занятость учащихся. Где найти время для того, чтобы формировать культуру питания? Для этого можно рекомендовать использовать имеющийся у каждого педагога временной ресурс. Это внеклассная работа, система факультативов, классных часов. Вот. А кто может работать с этим учебно-методическим комплектом «Формула правильного питания»? Ну, это, конечно, прежде всего классный руководитель, но не только. Комплект может быть использован и школьным психологом, и руководителем творческого школьного объединения, организатором внеклассной работы. Когда мы были на конференции, которая проводится в рамках этой программы, там участвовали и учителя английского языка, и учитель-логопед, то есть кто заинтересован, тот и использует эту программу. Так, и материал этой части также может использоваться и в рамках, я уже сказала, да, как оно может использоваться. Темы представлены, они тоже сзади тетради представлены, поэтому я перечислять их не буду. Почему мы в этом возрасте детям продолжаем формировать основы правильного питания? Потому что здесь нам надо дать детям представление о том, что есть как избыточный, так и недостаточный вес. Они должны об этом знать, и они должны понимать причины появления избыточного и недостаточного веса, плюсы и минусы диеты. Нам надо дать представление в этом возрасте детям о рационе питания при интенсивных нагрузках, потому что в этом возрасте дети зачастую очень много занимаются в секциях. Детей здесь продолжаем мы формировать, у них развивать потребительскую культуру, потому что зачастую мы видим в магазинах, как дети, подростки приходят и беспардонно начинают хватать все с пола. И зачастую порой просто, ну, вообще некрасиво.
Формируем представление о продуктах с особыми свойствами и включение их в рацион питания. То есть показываем, какие продукты у нас обогащены специальными добавками, чтобы получить больше необходимых элементов, микроэлементов. Содержание этого учебно-методического комплекта носит такой интерактивный характер, да? Он направлен на активное вовлечение подростков в работу по программе, стимулирует их интерес к изучаемым темам. Дети осваивают ценностные нормативы и навыки. И задания, которые предлагаются в рабочей тетради, также основаны на творческой работе подростка, самостоятельной или коллективной. Она, конечно же, не такая уже красочная, там уже все более приближено к старшему возрасту, очень много самостоятельной работы, но вот тоже интересные тетради. Так, ряд заданий оценивается в баллах. Вот они, вы видите на слайде, да, некоторые задания они выполняют, а потом сами оценивают, как они оценивают их, да. Ключи к этим заданиям есть в методическом пособии для учителя. Также в этот модуль входит диск «Формула правильного питания». Сейчас я включу этот фильм и выключу себя, свой этот, как называется, микрофон, да? Сейчас я его найду. Так. Формула правильного питания. Нет, не то. Вот диск-то где? Вот, наверное, диск, да? Угу. Так, внимательно посмотрите, какой диск прилагается, его можно скачать на сайте. Приглашаем вас познакомиться с образовательной мультимедийной игрой для школьников «Формула правильного питания». Комплекта школьной образовательной программы «Разговор о правильном питании» и предназначена для учащихся 4-5 классов. Основная цель игры – убедить подростков в том, что здоровый образ жизни – это важно, необходимо и очень интересно. Работать с диском подростки могут в школе и дома, самостоятельно или вместе с родителями. Выполняя игровые задания, они закрепляют те знания, которые получили на занятиях по программе с педагогом. Помогут в выполнении заданий Катя и Петя, главные персонажи игры. Привет! Привет! Они объяснят то, что непонятно. Так, сейчас я включусь снова. Ага. Все, познакомились. Так, и спрашивает Татьяна Сергеевна, диск для каждого ребенка. Так, еще раз повторяю, наверное, Татьяна Сергеевна не слышала, что диска такого нет. Выдаются тетради, вся полиграфическая продукция, а диск скачивается на сайте программы. Дальше я немножко вам расскажу про этот сайт, и вы поймете, где можно скачать этот диск. Все понятно, да, Татьяна Сергеевна? Так, вот он на сайте, находится на сайте, вот там вы его, вот страничка, где можно скачать, но это просто пока страничка, дальше я вам расскажу. Так, ну, про 5 законов рационального питания я вам до обеда уже рассказывала, да, поэтому я на нем останавливаться не буду, я вам просто покажу, что вот некоторые темы, которые рассказывают, вот, например, первый закон регулярности, вот на этих темах вы знакомите детей, для чего нужно регулярно питаться. Дальше разнообразность, мы об этом тоже с вами уже говорили. Вот тут тоже темы, темы, на которых вы знакомите детей с разнообразием питания, почему надо питаться разнообразно. Так, вот, это тоже к этой же теме относится. Дальше, вот здесь дети отмечают то, что я вам говорила, да, они отмечают, что они ели в течение дня и результат. Разнообразно они питались, либо нет. Это тоже у нас в программе. Дальше адекватность и на каких темах, вот в каких темах вы вот, изучаете этот закон, почему надо питаться тем, которые занимаются спортом,
больше, чем тем, которые ничего не делают, да. Вот эта тема, да, как утолить жажду, это тоже адекватность, что надо пить водичку обязательно, особенно когда жарко, что вода – это обязательный такой продукт, без которого нельзя вообще быть. Безопасность, какие у нас темы. Вот, вы будете рассказывать ей, как готовить пищу, как в холодильнике брать продукты, когда брать, можно ли брать просто так. А я уже вам говорила, что дети уже к 5-6 годам более самостоятельные, они могут в холодильнике взять все, что захотят, и поэтому их обязательно надо учить, чтобы как бы продукт был безопасным, что можно брать, а что нельзя без взрослых брать, и что должно вызывать опасения, так скажем, да? Вот, и удовольствие, конечно же, удовольствие, вот такие темы, которые изучают этот закон, на вкус и цвет товарищей нет, то есть вы учите детей рассказывать, какие бывают вкусы и так далее. Так, значит, в результате обучения дети чем овладеют? Они будут знать, что здоровье – это одна из важнейших человеческих ценностей. Они обретут навыки укрепления здоровья. Они получат знания о правилах питания, которые направлены на сохранение и укрепление здоровья, и научатся выполнять эти правила. А также они получат навыки правильного питания как составной части здорового образа жизни. Новизна программы заключается в учете традиций питания, активном вовлечении в работу родителей. Преимущество курса заключается в том, что материал носит практикоориентированный характер, актуален для детей. Все, что они узнают и чему научатся на ваших занятиях, они смогут применить дома и в гостях уже прямо сегодня. Вот они изучили, и уже дома они могут это применить. Для успешного усвоения программы для начальной школы и детского сада следует максимально использовать такие образовательные технологии, как игра, для основной школы проектная деятельность, для старшей школы дискуссии, выполнение письменных работ, проблемные лекции, организация самостоятельной деятельности, ролевые игры, тренинги. В качестве обучающего материала рекомендуется использовать наглядные пособия, плакаты, видео, кино, телефильмы в соответствии с разделами программы. Кстати, в полиграфическую продукцию входят также плакаты, которые вы получите, и можно повесить в классе или в группе детского сада, где дети будут наглядно видеть, как правильно есть и что правильно есть. Какие формы контроля у нас существуют? Это, в первую очередь, конечно же, анкетирование. Как мы можем как бы узнать, да, как дети работают? Анкетировать, тестировать и выполнять творческие задания. Подведение итогов проводится в виде выставок, оформление выставок работ, проведение праздников, проведение игр, проведение викторин. Например, выставку можно провести «Мы за здоровое питание», выставки детских работ, которые они делают там в классе, в школе можно выставить, да, и так далее. Планирование, реализация образовательных программ, выбор форм и методов могут быть различны. Однако эта работа, да, работа по этой программе, она должна быть системной, систематичной, и не может быть там фрагментами. Какой-то фрагмент провели и все забыли. Если мы будем работать фрагментами и не системно, то мы ничего у детей не сформируем. Так, и, естественно, учитывать их возрастные особенности, то есть для каждого уровня свой модуль. Это, конечно, не касается коррекционных, потому что дети там задержаны в развитии, поэтому для них разговор о правильном питании, то, что в первых-вторых классах, для них в более старшем возрасте совершенно приемлемо. То есть так, работа по формированию культуры и здорового питания как составной части здорового образа жизни должна носить только системный характер, который обеспечивает преемственность, то есть мы должны начинать с первой части, вторая, то есть преемственность должна быть, и должна быть непрерывность данного процесса. Поэтому, пожалуйста, если вы передаете своих детей более старших в 5 класс, можете отработать ее в маленьких школах, это легче отработать с учителями,
5 классов, чтобы они продолжали эту программу. Это будет очень приятно, если ваши дети будут продолжать формулу правильного питания в более старшем возрасте, то есть закреплять то, что вы дали им. Так, усвоение программы не сопровождается никакими промежуточными аттестациями, итоговыми аттестациями воспитанников. То есть вы проводите эту программу чисто, скажем так, для своего удовольствия и для формирования у детей культуры здорового питания и культуры здоровья. Ничего не оценивается, ничего не аттестуется, дети просто изучают то, что вы даете, да, и в качестве примера оценки эффективности деятельности по формированию культуры питания, это, конечно же, анкетирование. Чтобы понимать, дети, что усвоили дети, вы можете проводить анкетирование и среди детей, и среди родителей. Проводятся 2 сессии в начале, когда вы еще только начинаете. Я, значит, сейчас по окончании вам дам доступ к этим анкетам, вы их скачаете и можете эти анкеты провести со своими родителями, с детьми. То есть в начале изучения программы вы с ними проводите анкетирование, и потом уже после изучения каждой части программы, вот изучили вы разговор о правильном питании, провели снова анкетирование, потом изучили 2 недели в лагере здоровья, еще раз провели анкетирование, и вы будете видеть, как меняется отношение и ваших детей, и родителей этих детей к теме правильного питания. Поэтому сейчас, вот когда закончим мы наш семинар, я вам обязательно дам доступ к скачиванию, вы можете скачать и материал, то есть методические пособия для учителей, я их вам вывесила, но вы их можете еще получить, а для начала вы можете их скачать. Также анкеты можете скачать, и я там оставлю примерную программу, то есть вы можете скачать, она примерная, вы ее скачиваете и делаете под себя, конечно же, да? Так, еще я хотела бы сказать, что у нас проводятся в рамках этой программы всевозможные мероприятия. Вот сейчас у нас проходит в рамках этой программы ежегодный этот конкурс методических разработок. Педагоги, учителя, воспитатели, которые реализуют эту программу, они участвуют в этом конкурсе. Этот конкурс у нас российский, международный даже, я бы сказала, да, потому что там участвуют и Белоруссия, и Узбекистан, и Казахстан. Поэтому он у нас такой имеет как бы характер международного. На региональном уровне мы проводим свой этап, потом победителя мы представляем уже на российский этап. Вот. И в этом году у нас называется конкурс «Развитие у детей социально-бытовых компетенций, связанных с приготовлением пищи, как важное направление реализации программы разговора о правильном питании». На этот конкурс педагог представляет описание системы работы в заданной тематике. Вот, например, каждый год тематика меняется методической разработки, и педагог, исходя из этой тематики, представляет описание системы своей работы. Вот. Дальше, в этом году еще, каждый год у нас проводится конкурс семейной фотографии. Это цель этого конкурса – это мотивация детей и родителей к соблюдению правил здорового образа жизни. В этом году у нас, значит, называется конкурс «Здоровые дети помогают планете», конкурс фотоплакатов. Вот, и конкурс также проходит в 2 этапа. Победители и призеры, работы победителей и призеров республиканского этапа отправляются на российский, и победители российского этапа уже приглашаются в Москву. Это главный приз. Родители с ребенком, один родитель с ребенком приглашается в Москву за счет, оплачивает все компания Nestlé, все бесплатно, поездка сама, проживание и экскурсия по Москве. Это для победителя российского этапа. Там надо очень хорошо постараться. Из нашей республики победителей никто не выходил, но у нас был приз зрительских симпатий, когда наша работа, фотография из Троицко-Печорска, кстати, ребенка получила больше всех жетонов от зрителей.
и вручили им очень хороший приз, который я привезла с Москвы и вручила родителям этой девочки. Вот. И также у нас другие конкурсы есть на сайте «Разговор о правильном питании». Еще в каждый год у нас есть конкурс детских творческих работ, но в этом учебном году этого конкурса почему-то они не запустили, скорее всего, в связи с коронавирусом, потому что там тоже победители приглашаются в Москву, но, видимо, есть какие-то проблемы. Сейчас вы видите сайт программы «Разговор о правильном питании», на котором вы сейчас уже как участники этой программы должны там зарегистрироваться, и когда вы зарегистрируетесь, вам доступно будет все, что там есть. Что есть, я дальше расскажу. То есть во всех там, все вы можете участвовать в разных конкурсах, мероприятиях. Ваши дети и родители тоже могут там зарегистрироваться и тоже участвовать во всяких мероприятиях. И поэтому как бы зарегистрироваться на сайте это очень даже полезно и нужно. Дальше о реализации программы на территории республики вы можете посмотреть на нашем сайте, на сайте нашего центра. Внизу, вот он там, вы видите, указан. ppmsprcomi.ru, это сайт нашего центра. Здесь у нас, конечно, такого нет, как на сайте PrivPit, потому что PrivPit, он конкретно сайт программы, а мы только какие-то новинки и какие-то новости выкладываем на нашем сайте. Так, и вот я хочу вас познакомить с этой цифровой платформой программы, про которую сейчас вам говорю, да, на которой вы можете работать. Эта цифровая программа помогает педагогу готовиться к занятиям. То есть можно найти вот этот электронный конструктор учебно-методического комплекта, и с помощью конструктора, с помощью методических материалов программы можно легко и эффективно организовать обучение правильному питанию в своем классе или в школе. Вот он такой существует конструктор, он находится в разделе «Методические материалы», в разделе там «Для учителей» вы увидите там на сайте, и электронный конструктор вы там найдете. Вот. Значит, там же размещены презентации, сценарии всех занятий, вы тоже можете оттуда все скачать. Вот, и там же вы найдете вот этот ролики о ЗОЖ, правильном питании, там же вы найдете диск, который вы сейчас посмотрели. Так, и про конструктор я вернусь, значит, про конструктор к урокам. Называется электронный конструктор. Он из себя, значит, он состоит из 3 разделов. Каждый раздел соответствует печатным тетрадям, вот этим печатным тетрадям. То есть вы выбираете, какой вам нужно раздел в левом окошечке, и по нему набираете материал, который вам необходим для урока. Он может поможет вам подготовить и раздаточный материал, и демонстрационный материал для проведения занятий. А также, если по каким-то причинам вы не получили тетради, ну, бывает, что у вас пришли другие дети, или вас перевели на другой класс, а вы хотите реализовать, тетради к вам еще не пришли, вы можете без тетради пока использовать вот этот электронный конструктор. То есть возможности конструктора позволяют подготовиться к уроку без тетрадей. Вот. Какие возможности этого конструктора? То есть раздаточный материал вы можете подготовить, который, допустим, которые дети получат во время занятия. Например, берете тему, там текст, рисунки, задания, вы все можете распечатать и дать детям, чтобы они работали по этой теме, какую вы выберете. Дальше, например, вы можете демонстрационный материал какой-то оттуда скачать и вывести на экран в классе. У нас сейчас всех интерактивные экраны есть, и там можно как бы вот набрать материал и прямо с этим материалом на интерактивной доске все это детям показать. Вот, например,
Так, вот, например, мы берем удивительное превращение колобка, тему и выбираем, что нам нужно для этой темы, какой материал нужен для этой темы. То, что вы там листаете, ищете, это у меня просто скриншот, поэтому я здесь не могу листать. Так, вот любую тему, вот, например, это вы берете, да. На сайте есть инструкция, как работать с конструктором. Вы туда заходите, и там вам подробная инструкция. Вот там, начать работу, выбрать нужный раздел, выбрать нужную тему, сконструировать, нажать на кнопку, там есть кнопочка «Посмотреть урок», чтобы проверить этот материал, и потом есть кнопочка «Сохранить», и там, допустим, вывести на экран, или распечатать, или отправить, допустим, на электронную почту, и оттуда вам каким-то образом взять это. Так. Все понятно, да, если все понятно, ставьте, пожалуйста, крестики, чтобы я понимала, что все понятно, плюсики. Так, также вот с помощью этой цифровой платформы педагог может проводить воспитательную работу в формате онлайн с детьми. Спасибо. В формате онлайн, в том числе, если детей там вывели на дистанционное обучение, вы хотите провести занятие, вы можете его вот с этой же платформы провести. Так, вот, также там работает кулинарная студия, на которой вы можете также зарегистрироваться. У нас с одной школы педагог со своим классом, ну, кого я знаю, которая рассказывала мне, она зарегистрировалась на этом сайте, вот на этой кулинарной студии, и они прошли там несколько этапов. Вот, ну, там, в общем, они заходили с классом, и все задания выполняли. В общем, она говорит, что и детям, и ей это очень понравилось. Вот такая активность. Вот. Есть такие конкурсы, которые без регионального этапа, прямо там на сайте заходите с детьми и можете, вот там может быть, есть конкурс, вот занимаемся дома, это чисто родители с детьми, они регистрируются и участвуют, и всегда получают все сертификаты, и победители получают подарки, то есть очень как бы вот такой живой очень сайт. Так, вот видите, платформа, опять же, онлайн-кулинарный лагерь, это все на сайте можно найти. Вот, методические всевозможные материалы, видео, лекции, презентации уроков, это все вы можете на этом сайте скачать. Вот видеоматериалы по урокам, и детская страничка, где дети, рубрику «Поиграйте с детьми», где дети заходят, можно это с классом поиграть, а ребенок дома сам может поиграть с родителями. Ну, там тоже дети регистрируются либо с помощью родителей, либо сами, либо с помощью вас, как педагогов. Все вот эти активности доступны только после регистрации. Пока не зарегистрировались, никакой доступности у вас там не получится. Вот. Что я хотела сказать. «Город здоровья» – это игра, там для подростков есть очень хорошая игра, где ребенок выполняет всякие разные задания и получает тоже своеобразный приз. Вот, что я вам хотела сказать. И сейчас, в принципе, как бы вот быстренько пролистаю популярные ошибки, которые встречаются при воспитании, формировании культуры здоровья. Вот, допустим, как я говорила, не перегружать детей знаниями, где находится, допустим, тот или иной микроэлемент, да, чтобы дети не перегружались. То есть все должно быть адекватно возрасту. И социокультурная, конечно, адекватность должна учитываться. Не надо детям, которые живут далеко на севере, говорить, что самый лучший вариант питания – это средиземноморская диета. Для них это совершенно непонятно и неприемлемо. У них свой тип питания. Так, и практическая целесообразность. Нельзя перегружать детей лишней информацией, сколько вилок, сколько ложек, и так, к примеру, и так далее. Вот. Ну и, конечно же, нельзя, как говорится, нравоучениями заниматься. Все должно быть интересно, в игре и так далее. Ну и
каждый должен соблюдать границы профессиональной компетенции. То, что касается педагога, это касается педагога. То, что касается врача, это касается врача. Мы не касаемся медицинской, мы не лезем в медицинские темы, мы касаемся только своих педагогических аспектов. Ну и педагог, конечно же, это носитель культуры. Если мы сами кусочничаем и едим как попало, то как мы можем научить этому правильному питанию детей? Так, все, лучшие практики. Так, сейчас я вам хочу включить фильм. Быстренько мы посмотрим с вами фильм, если он включится, конечно. Вот. Если не включится, значит, мы перейдем, ну, быстренько я вам расскажу еще. К сожалению, не всем было видно и слышно. Я очень сожалею об этом, потому что это не зависит от нашего интернета. Часть видно, часть не видно. Ну, то есть кому-то видно, кому-то не видно, кому-то слышно, кому-то не слышно. Это зависит от конкретного интернета каждого человека. Ну, жалко, что вы не могли посмотреть, но будем надеяться, что вы можете у нас как бы, ну, запросить, я могу вам этот фильм послать. Значит так, у нас здесь получается, вы видите, скажите, пожалуйста, кто у нас остался? У нас осталось совсем мало, судя по тому, что ответили мне 4 человека. Посмотрите, пожалуйста, я могу вам открыть доступ. Вы видите файлы, которые я сейчас вот... Напишите, пожалуйста, плюсиком, видно или не видно файлы, которые сейчас я открыла. Так, видно, да? Вот, сейчас вы можете их скачать, либо если по каким-то причинам вы не можете скачать, то напишите мне на почту, и я вам всем отправлю все эти материалы. То есть здесь примерная программа, анкета примерная для детей и родителей, далее методические рекомендации для педагогов и мои презентации. Вот, вы можете до 4, пока нас не выключили, вы можете все это скачать. Если кто-то не успеет скачать по каким-то причинам или не получается, или не сможет, то напишите мне на почту, у вас у всех есть моя почта, мы с вами работали. И еще один момент, значит, тетради. Чтобы я знала, кому сколько тетрадей, пишите, пожалуйста, на почту либо заявочку, либо просто в поле пишите, кому сколько тетрадей приготовить, сколько пособий, по какому модулю. Один модуль вы будете реализовывать, либо все 3, либо каких-то 2. То есть все тетради мы вам подготовим, и единственное, что вы сами должны будете их забрать. Либо сами забрать, либо кого-то попросите, потому что у всех есть знакомые, друзья, которые в Сыктывкар ездят, и можно тетради для работы забрать. Далее, договора, которые вы заполняли и отправляли в Скане, есть, конечно, кто уже отправил и по почте, и привез самостоятельно эти договора, надо их отправить, потому что, либо привезти, либо также с кем-то попутчиками, потому что бухгалтерия просит оригиналы, а мы, в свою очередь, подписанные нашим директором и с нашей печатью, мы бы просто здесь их будем обменивать. Отправим также вам акты о выполненных работах, и этот акт тоже надо будет подписать и вместе с договором отправить к нам. Так, если что-то будет непонятно, все вопросы, пожалуйста, мне в почте задавайте. Можете звонить, телефон там в почте есть. Можете звонить, я на все вопросы отвечу, и все вопросы мы с вами порешаем либо по телефону, либо поэтому. Так, не получается скачать? Сейчас, подождите. У меня уже все ушли. Кто? Так.
Так, что я сделала? В общем-то, я что-то сделала, я не знаю, что я сделала. Нет, вроде бы как это самое. А вот у нас некоторые люди скачали. Справа есть стрелочка, да, вот Крыло вам пишет. Справа есть стрелочка, которую вы можете нажать и скачать то, что вам нужно. Потому что некоторые уже скачали. Так, извините, я отчество не помню, да, вы напишите мне, работы очень много, и я могу просто-напросто забыть. Напишите мне, пожалуйста, на почту, и я вам скину в Кайгородок материал. Спасибо вам всем большое за участие. Кто остался до конца и дослушал до конца, было очень приятно, что вы до конца дослушали, до конца с нами отработали. Надеюсь, что вам будет весь материал нужный, полезный, и вы будете работать по программе, мы будем с вами сотрудничать, и вы будете участвовать в конкурсах, и, может быть, с кем-то из вас мы поедем в Москву на конференцию как победители регионального этапа. Это будет очень приятно. Так, вы можете еще побыть в вебинарной комнате и писать в чате. Заказ сделать на все модули или пока только на первый класс. Так, вы можете сделать заказ на все модули, потому что кто далеко живет, это каждый раз приезжать за отдельным модулем, это все очень немножечко неудобно и не проблематично. Поэтому заказ сделайте сразу на все модули, если есть где хранить, и работайте, пожалуйста. И не просто работайте, но и участвуйте в наших конкурсах. Мы очень рады, когда наши педагоги, которые прошли семинар, участвуют в конкурсах, и мы их работы отправляем, и потом работы эти вывешиваются на конференциях всероссийских. Это очень приятно. За своих мы горды. Так, 41-я школа. Наталья Ивановна, вы лучше мне на почту напишите, потому что я отсюда выйду и не знаю, смогу ли я вашу эту... Хотя сейчас, подождите, я ее скопирую и на почту отправлю. Угу. Так, Наталья Ивановна, я и вашу почту скопировала, и на почту вам отправлю. Татьяна Сергеевна, напишите мне в почте, я вам отвечу. Вы или позвоните. Татьяна Сергеевна Куликова. Позвоните мне по телефону после праздников, и мы с вами обсудим по следующему семинару. Так, есть еще вопросы? Или все, я уже отключаюсь? Спасибо вам за участие. Я отключаюсь, вас еще оставляю в вебинарной комнате. Кто еще желает скачать материалы, скачивайте. И всем до свидания. Желаю вам успехов в реализации правильного питания.